Не умею, короче. Я такое время первый раз поставил. Короче, уранда яңғыр. С закрытыми окнами сегодня будем базарить. Так, бүгін. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Bütün дусларға, туғанларға, Башқұртстанға, особенно Татарстанға. Выборы, сайлау күні бүгін, как говорится. Хабировна сайлау күні, как говорится. Тем самым все уже проговорили про эту тему. Хазыр бізде шуны сөйлеп өтәбіз. Так, хазыр TikTok'ка да мен кірем. Получается, мына шулайрақ болайын енді бүгін. Бүгін сағат 6-да башлайым. Так, сағат 6-да бүгін башладық. Сізде Башқұртстанда сағат 9. Әлі ұйқыларға ятмағансыздар бит енді. Шулай. Так. TikTok'та да башлаймыз хазыр эфир. Так, начинаем. TikTok войска, блин. Тоже мне. TikTok войска. Так. Мен заранее намазно оқып қойдым, чтобы это не было. Потом қолым кетмесін. Итак. TikTok надо башлаем. Сейчас доустанавливаю всякие перемычки. Телефон, на что все были зацепки. Угу. Шелер. Ну, короче говоря, может, я поздно начал, может, рано начал. Ну, суть я начал иногда, короче. Ну, оно, наверное, отойдет потом. Стечет вода с окон. Шулай. Так, вот этот что-то, блин, криво стоит. Просто этот все телефоны зацепить мне некуда. Так. Так. И Кикишибар уже в одном ютубе. Так. TikTok айтам. Сегодня, короче, обсудим про выборы и полностью про Башкортостан с Татарстаном. Что происходит вообще там. Поэтому все выборы, которые проходят в России, они, как говорится, все ничтожные, по сути. Олар бізге никогда, как говорится, ничего хорошего не приносят, кроме мозгокрутства, так скажем, да ведь? Вот. Так. TikTok тоже вроде бы снимает. Так, слева в ютубе пока никого нету, наверное. Не этот. Попозже подойдут. Шулай. Короче, у нас дождь был. Вроде остановился. У вас что за погода? Пишите. Итак, вот что хотел сказать. Насчет Хабирова, выборы и так далее. Хабирова, как там говорят, за Уралом, как говорится, Башкортостана, никто не поддерживает. Уфа яғында енді, может там татарлар яғында, может кто-то поддерживает. Не знаю. Мы не там, мы не знаем. Мы так чисто поверхностно можем знать, там, кто, что, зачем, почему. Поэтому в идеале на этот, получается, выбор идти или не идти, все равно, как говорится, файдасыз енді бұл іш. Нету там резона вообще там тусить в этом. И, конечно же, весь, который там контингент, который пошел, который пытается, типа, подлизаться, так скажем,
Хабирову, вот этот контингент, наверное, туда пошел на самом деле. А так, там, наверное, нормальных, адекватных людей там нету. Вот так вот. Шунарга, что я хочу еще добавить насчет выборов. Больно уже все промусолились про это. Уже они уже прошли. Смысла нет про них долго говорить, как говорится. А нужно именно говорить, я думаю, о том, что вообще теперь что будет. Вот выбрали, ну, понятно, Хабирова поставили. Да даже не выбирали его, просто его воткнули и все, дальше работает, короче. Ихний человек должен работать, вот и все, работает и все. Да. Шунарга, интересные моменты, что вот что происходит именно вот все уже, наверное, видели, что многие вышли, короче, против, так скажем, выхода Навальной, которая пропизделась про то, что, блядь, что Россия, так скажем, вот последний ролик я посмотрел сегодня, Россия обсуждает о России, так скажем, эти навальнисты долбанные, а там нету разговор про Украину. Интересно, да ведь? Там не говорится о том, что Навальный похуй, блядь, война там, не война, блядь. Ее волнует именно дела после Путина. Потому что надо же хапнуть, блядь, Россию полностью. И поэтому она бздит нахуй про то, что, блядь, там, понимаешь ли, кто-то выходит в виде вот на нас, да, как говорится, население других республик России, которые они захватили, про них она говорит то, что они пытаются, типа мы пытаемся, блядь, разделить Россию. Само собой. Нахуй нам, блядь, с москалятиной, блядь, нахуй. Утырып ташыргада тугуль олар, блядь, я же говорю, блядь. Срать нахуй с ними садиться нельзя, блядь. Опасно, блядь. Опасно, блядь. Поэтому нам нужно, блядь, нахуй такую тему строить, чтобы мы конкретно, блядь, против москалятины, нахуй, вот этой навальнистов и всей этой русни, нахуй, должны, блядь, идти против. Вот, наша задача. Будь то он Руслан Габасов, Рафис Кашапов, там еще кто-то там, разницы нету, хоть кто. Поэтому нужно нам, Башкортостан, Татарстанга, объединиться, как кто-то сегодня что-то писал, чтобы нам надо быть вместе, само собой, да, нам надо быть вместе и вместе бороться. По-другому никак. И в том числе, что на Украину нам не надо идти воевать. Нам надо против Москвы идти воевать. Смотрел тоже где-то что-то так мельком прослушал Майкл Наки. Там он где-то в каком-то месте сказал, что какой-то 30-летний, который служит уже, служил или давно, или что-то с ним произошло, я не знаю, с Башкортостана. Точнее, башкирт он сказал. Башкирт, который служит годами уже в этой долбанной армии, вроде бы умер или что, я не понял вот этот момент. Что-то в итоге суть в том, что вот эти манкурты, башкирты с татарами, которые сейчас служат, этим долбоебам и всем, которые топят, блядь, за русню, я хочу это донести, что вы таким образом просто, блядь, нахуй уменьшаете наше население. Вот и все. Хоть и вы, блядь, нахуй там русисты, нахуй, нацисты, блядь, ебланисты, хоть кто, нахуй. Вы уменьшаете наш генофонд, блядь. Потому что вы, умирая, блядь, нахуй, на этой долбанной войне оставляете, нахуй, за собой, блядь, детей, жен, блядь, которых, блядь, непонятно, нахуй, в какое, нахуй, русло им, блядь, потом дальше идти после вас. Вы, получается, уничтожаете, получается, целыми семьями. Не только себя, а целую семью. Свою. Как говорится, еще, если бы они еще, не дай бог, еще в детдом будут подпадать, нахуй. Потом, после этого, вы возвращаетесь еще инвалидами оттуда. Вот инвалиды в Башкортостану нужны они? Как вы думаете?
Вот, допустим, у нас будет независимый Башкортостан. Вот инвалиды, блядь, после войны, куда они вернутся нахуй? В Москву? Ну, заполоните Москву тогда. Башкортостан, инвалиды, башкортлар, татарлар, кутакка керекми алар бізге? Кулы yok. Она вот одного Тимура там, да, разговор был, блядь, пленным Тимуром. Правой руки нету. Ну он кому нахуй нужен? Любая женщина там может бросить ее. И поэтому перед тем, как вы думаете идти в эту путинскую дерьмовую войну, вы думаете о том, что вы дальше будете делать. Вот так вот. Дальше что вы будете делать? Потом, выбрав Хабирова, вы посмотрите в течение вот этих 5 лет, 5 или сколько он там был, блядь, я не знаю. В течение 5 лет что-нибудь изменили они, блядь, Башкортостан, да? Что-нибудь вообще, блядь, произошло за этот период? Сразу начну с мечети. Мечеть недостроена почему-то. Почему? Почему он, блядь, в остановке, блядь, как говорится, законсервировали его? Нарсяга оны кормилар. А зато горят в другой деревне, где-то там, не помню, в Салаватском или в каком-то районе горит мечеть. А церкви строятся везде. Нахрена нам эти церкви нужны в Башкортостане? Мы же мусульмане. Пусть у себя москалятине строят везде. Вот весь Кремль нахрен могут сделать они церковью. Пусть там шуканы бульсынлар, блядьлар. Поэтому, как говорится, Башкортостан, он не крещенный, как Татарстан. Поэтому нахуй нам церкви не нужны. Поэтому если Хабиров Гондон, продажная шкура, блядь, рулит Башкортостаном, это не означает, что, блядь, нахуй в Башкортостане живут одни долбоебы, которые дают строить церковь, а мечетям нету воли. Если вы хотя бы не топите за то, что там с русней, без русни нахуй, или вы пока не можете встать против русни, давайте теперь какую-то долбанную гору вы защищали, блядь, с Алсыновым, блядь. Алсынов сейчас оказывается в Перми где-то, в тюряге, блядь. Кто-нибудь его спасает? Никто. Все, блядь, заныкались нахуй. И ты 90 киши, да, которые, блядь, утра, 90 киши утра. Что с ними, блядь? С ними что? Их тоже забыли. А кем оларга ярдәм берергә тиеш? Гаиләләре бөтенесе балалары белән, хатыннары белән анда, блядь, утыралар. Менә алар конкретно не виноватые люди. Ошибка нашего народа в том, берләшү дигән нәрсә юк бездә, беләсезме? Берләшмисез сез. Берләшмисез вообще. Менә за все время, вот, когда мы выступаем, блядь, кто-нибудь, кроме Габбасова, есть кто-нибудь, блядь? Кроме Габбасова, есть кто-нибудь в Америке, блядь, еще где-нибудь? Кроме вот это Леон какой-то, Айгуль Леон. Кто-нибудь есть, который топит за Башкортостан? Или есть такие, которые, подобие Руслан, какой-то там другой, блядь, который, блядь, ведет, блядь, журналист, блядь, из Германии, который аспекты ведет. Или шунды, блядь, нахуй, Руслан Барма, который, блядь, хуй поймешь, за кого он топит, блядь. Урыслар, блядь, бірге, блядь, урысша, блядь, нәрсәкей журналюговские дела ведет, блядь. Бізге нахуй керек андай бізге журналист. Кем әлі аспект, это чей, блядь? Это вроде бы нәрсәкей Рахимовна племянницасыны каналы шекеллік аспект, если я не путаю. Исходя от этого, нужно понимать, кто за кого топит, блядь. Как Фарида Курбангалиева, блядь, которая десна целовалась с русней и говорила, ой, Навального убили, бла-бла-бла, блядь. А теперь что? Вот такие, блядь, двухочковые, нахуй, нам не нужны. Нам нужны такие, которые конкретно за Башкортостан и Татарстан топят без русни.
Нахуя меня, блядь, друг нужен русский? Нахуя он мне нужен, блядь? У меня есть друг, башкирт или татар. Меня шул жетерлик. Или самые близкие нам туганлар это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Вот наши друзья должны быть, а не русня. Те же буряты, якуты нам могут быть братьями, да. Потому что мы, так скажем, из одной рабской России. Чеченцы, дагестанцы и другие. Давайте вот будем поднимать вопрос именно вот такой тематики. Где те, блядь, ебаные блогеры, блядь, которые, блядь, топят хрен знает за что, ха-ха-хи-хи, блядь, у них. Где наши люди, которые могут собрать аудиторию Башкортостана с Татарстаном и топить против русни? Где они? Почему мы пытаемся что-то, блядь, возрождение сделать какое-то, да, ведь? А вы, получается, вы не можете понять, что умирать за русню уже жетерлік нәрсеге сіз урыс үшін өзіңізді ғұмырыңызды береге ойладыңыз нәрсеге, что оно вам дает? Вы от этого какой-то кайф получаете или что, блядь? Почему нельзя сказать русне: нет, мы не пойдем на войну? Почему-то же вы смогли там 10 тысяч человек или 20 тысяч человек, сколько там, на Куштау собраться. А почему сіз хазыр мына біз сізні подзываем к этому, вы не можете выйти? Может, тогда Алсынова с тюрьмы надо вытащить? Тогда его надо кутына тиберге, блядь, шумалайна, чтоб он свою рожу показал, блядь, и вышли, блядь, все башкортлар и татарлар, блядь, за ним. Если вы за нами не можете выйти, блядь. Почему у вас нахуй кто-то должен? Тогда давайте нахуй я сделаю, блядь, маску Салавата Юлаева, блядь. За мной пойдете? Я, блядь, одену маску Салавата Юлаева, блядь. Буду Салаватом Юлаевым. Пойдете за мной? Башкортостан, блядь, Татарстан, блядь. Против русни. Сіз просто аңларға тиішсіз. Ана, голубь даже прилетел. И опять сырой. Ну, бере минды. Шулай. Давайте будем собираться уже, в конце концов. Давайте уже мы будем конкретно, блин, делать какие-то собрания конкретные. Давайте мы будем поднимать вопрос именно тот, который нам нужен. А нам нужен вопрос против русни. Топить против русни нам надо. Выборы, блядь, нам нужно, блядь, нахуй. Сразу нахуй в корень бить, блядь. В каком понимании в корень бить? Выборы, любые выборы мы должны, короче говоря, против выходить. Это получается, значит, у нас должны быть такие люди, которые нахуй могут стать против. А для этого надо нам собраться, где-то общаться к этому, надо что-то поднимать, вот такие вопросы. Разные темы можно обсуждать. Журналюги там просто для хайпа это делают. Мне этот хайп нахуй не нужен. Мне нужна конкретика людей, которые могут встать, блядь, против, блядь, московитов, которые, блядь, захватили наши земли и сосут до сих пор наши, блядь, недры. Вот когда мы научимся защищать друг друга, вот тогда никакой Куштау, блядь, нахуй, рыть никто не будет. Никто ничего не будет делать. И хабирчиков никаких не будет. Вот когда это у нас произойдет? Как мы это будем делать? Кемдер яза татарлар куркак. Вот именно. Татарлар гана түгіл, башкортлар да хазыр видно уже получается куркак. После того, что я услышал, что какой-то долбень служил или сдох, блядь, долго служил, блядь. На Украине, блядь. На Донбассе. После этого нам шунды холок, блядь, ничек без мы должны общий язык находить.
Шунарга и там ведь, надеюсь, ведь, наверное, остались те люди в Башкортостане, в Татарстане, которые хотят свой народ, блядь, сохранить. Почему мы не можем сохранить свой народ? В чем наша проблема? Почему мы до такой степени нахуй опустились, что мы не можем, блядь, не можем, как говорится, сохранить все, что вот есть у нас, оставить для нашего будущего, так скажем, да ведь, детям, в конце-то концов. Как мы вот вообще, вот эту тему, как мы вот можем это создать? Salom, Tojikistonga ham salom. Ha, shmo nazmi, shmo durust. Поэтому, что я хочу сказать, есть кто тут подписчики и так далее, как все просят, мне вообще, по сути, это было неудобно кого-то просить. Ну вот смотрю разные каналы, там прям наглую все просят, особенно телеканал Дождь, блядь. Подпишись, блядь, подпишись. Я просто херею. Поэтому я сейчас тоже начал чуть-чуть наглеть и прошу, чтобы пусть даже из Таджикистана, с Узбекистана, с Кыргызстана подписывайтесь, потому что Башкортостан и Татарстан боятся подписываться. Они боятся подписаться, потому что я больно сильно откровенно говорю, блядь, про Путлера и про Русню. Ну вы же живете в Азии, вам не страшно? Так что вы хотя бы там поддержите, если мои не могут. Сыкуны местного разлива. Поэтому Башкортостан, Татарстан, пока мы не добьемся независимости, мы не успокоимся. Хотелось бы найти, так скажем, общих людей, которые именно с Башкортостана, с Татарстана, которые хотят, как говорится, независимости. Поэтому хотелось бы побыстрее бы развить вот эту тематику. Потому что, кто его знает, вдруг там мы, как говорится, уйдем из жизни. Мы же не знаем. Поэтому нам нужно развивать, распространять, как говорится, вот эту всю тематику. Пока мы не этот мустакиль булмаганча без тухтамаска тыжбез. А для этого нам больше нужно аудитории и больше нужно людей, конкретно решительных, которые реально могут топить за независимость. Которые реально готовы, как говорится, даже умереть за независимость Башкортостана с Татарстаном. Башкорт, блин, татарга это касается. Потому что это наши земли. Наши земли заселили всяких, блядь, нахуй наций и создали какой-то винегрет. Чтобы мы из этого винегрета не могли выбраться и найти концов, кто виноват. А виновата Москва, я вам скажу. Поэтому если мы против Москвы, как украинцы сейчас вот воюют, не начнем воевать, то нам не с кем будет воевать, по сути. Потому что все уже передохли, блядь. Я в последнее время вот никак кулымтыми корабчыгырга в Телеграме ищу своих Башкортостан. Или там ищи своих Башкортостан. Всяко, наверное, там трупов до хрена уже подвезли. Если нашли еще. Если додумались отправить. А половина, конечно, из них, как я говорил, 10-20 тысяч человек уже валяются там. Гниет на полях сражения. За ни за что. Если мы в таком виде будем там еще пару лет так воевать, Башкортостан для Татарстанда вообще киши колмый. Siz нәрсе уйлыйсыз вообще? И вот эти демагогии, блядь, нахуй, такие, в долгую, блядь, игра в долгую меня не интересует. Игра в долгую это идиотские, как говорится, так скажем, убийство своего народа.
Если мы долго вот так будем церемониться, долго вот так мы будем думать о том, что, блядь, мы, как говорится, сейчас подождем чуть-чуть, Украина выиграет, а потом мы что-то будем делать. Нет. Если мы вот так будем ждать, то вместо Путина придет навальнисты, и после Навального что будет? Это после этой пидораски, что будет нахуй? Будет та же Россия, та же империя, также будут грабить нас, может еще жестче будут ебать нахуй. Как сейчас вот, как говорилось, с Татарстана там, да, 2 ляма, да, повесили. На Татарстан повесили 2 ляма. Нахуя? Солдатам дают 2 ляма. И создали как бы популярность. Рекламу везде, блядь, щиты, блядь, как не зайдешь в этот ебаный Инстаграм, везде. Татар-информ, блядь, везде эта реклама. Иди с Татарстана воевать. Там, блядь, не говорится, блядь, за чё, почему, зачем вы вообще воюете, нахуй? Зачем, блядь, вообще идете на Украину? Как умереть, хин үзің первыми исчезнешь. Как умереть, хин үзің первыми исчезнешь. Понятно, понятно. Я исчезну. Только что в Средней Азии. Так, сейчас тут призывал, а тут говорит, что полно понаехавших и целый винегрет. Ты хоть определись? Так, понятно с ней. Когда полный бред и понаехавший я говорю, я не про узбеков говорю или там про кого-то. Если что, блядь, если вам не доходит, блядь. А говорю о том, что Башкортостан кто заселил. Об этом речь идет. Я же до этого вот один день вел про это, говорил, блядь. Русских, блядь, дохуя. Потом, блядь, Мордва, марийцы, блядь. Хуй его, откуда они нахуй туда пришли, блядь? Непонятно. Зачем они нахуй туда со своих земель пришли? Вот в чем прикол. А то, что там узбеки, таджики, да их вообще там и не было. Они у себя жили. Не про сейчас же говорится, не про гастарбайтеров, так называемых, а про то, что вот было у нас в Башкортостане, что за, блядь, херня была. Про это я говорю. Вот. Шунарга, что я хочу сказать. Чтобы Башкортостандан, Татарстандан избавиться от Русни, нам надо просто победить Москву. Вот и все. Потом они сами уедут. Вот как они со Средней Азии потихоньку съебались, вот так же они должны съебаться с наших земель. И насчет этого Челябинска. Челябинск, если он этот Башкортостанга относится, тоже нахуй надо забирать. Там нижнюю часть полностью Казахстан заберет, там верхнюю заберем мы. Вот примерно так мы будем делить все земли. Перем, да-да, Перем. Перем, блядь, нахуй. Хуй его, блядь, откуда он вообще появился, Перем, блядь. Где Алсынов сейчас сидит. Тоже нахуй наши земли. Тоже нахуй все забрать. Потому что я общался как раз-таки с человеком с Перми. Говорится, что там, блядь, все татары, блядь, живут. Ну, они называют себя, конечно, татарами почему-то. Я думаю, там башкортлар тоже до хрена. Так что он, да, прям реально бар районлар Перемда ближе к Башкортостану. Все татарские, башкирские. Поэтому, как говорится, Перем тоже надо отжимать. Полностью шитләребезне полностью тартып виш чыгарырга үзебезгә кушырга. Полностью. А вот по краям, что остается, это будет других населений, которые там вообще должны жить. Не русни. Русня только в Москве должна в заточении жить. И как вот на днях говорилось, вот анекдот, да, сказали, в этот, ГУЛАГу нет, да, ГУЛАГу нет, говорят, а мы будем говорить, ГУЛАГу есть. Всех русских можно, по идее, загнать нахуй в этот, какой-нибудь остров, блядь, Сахалин, блядь, или куда-нибудь, блядь, этот, Магадан, блядь,
чтобы они там жили. Всех туда. Чтобы чуть-чуть пожили там. Вспомнили ГУЛАГ. Полностью. Ты татарин-националист. И, да хоть нахуй фашист, блядь. Чтоб вас не было нахуй, пидорасов. Примерно так. Надеюсь, донес. Исходя от этого, Башкортостанна, чтобы поднять народ должен, наверное, вот этот, который сейчас идет умереть, осознать, точнее осознать их семьи, которые их отправляют, долбоебины, жены там, родственники. Нахуя вы отправляете их, объясните мне? Зачем вы отправляете своих, блядь, родных на эту чертову войну? Вот это вы должны осознать. Но вы, когда вы будете заебетесь хоронить, наверное, вы тогда, может, осознаете. Потом, может, как-то начнете слушать нас. За все время, которое я начал эту, блядь, такую тему, блядь, агитацию, блядь, против мобилизации, я постоянно говорил: Башкорт, татар, нәрсә өчен үләсең? Җитте уже үләргә мин әйттем. Баштан ук, блядь. Телеграмнан группу ачтым, потом кто-то мне надоумил, блядь, открыть YouTube, блядь, открыл YouTube. Я даже вот пользуюсь так себе, я не умею, блядь. Я не спец, нахуй, я не въебенный блогер Тугельмин, нахуй. Мне блогер Тугель, меня нахуй это не надо, блядь. Мне престиж, нахуй, не нужен. Мне нужно, чтобы, блядь, вы, долбоебы, остались живых, блядь. Чтоб потом создать, нахуй, наше государство. Вот еврейлар, блядь, создали, как, блядь, нахуй, тараканы ебаные, блядь. В Израиле, нахуй, отжали землю, блядь, и как тараканы туда набежали, блядь. А без бол құртлары кебек Башқұртстанны жеңіп алырға тиішбіз. Чөнки безне Башқұртстан ул как бал. Шунарга biz анарга ябышырга тиешбез. Biz аны яратырга тиешбез, блядь. Башкортстан үшін үлсәк тә обидно не будет. Но вот за то, что вы дохнете за смерть украинцев, вот это идиотизм. Вот эту тематику надо уже заканчивать. Потому что русский, жопа узкий, он никогда нахуй башкорт, блядь, татарны не признает, блядь, своим. Хоть он 1000 раз будет говорить: ты же россиянин. Хуянин, блядь. Хуянин, а не россиянин. Поэтому вся вот эта русская, блядь, навальнистская, нахуй, путинистская, вот эта поеботина должна понять, что мы рано или поздно встанем и пизды вам надаем. Вы не думайте нахуй, что, блядь, башкорт, блядь, татар, нахуй, будет по жизни молчать так, блядь. Нихуя. Манкурты будут, да. Манкурты. Ну, манкурты вы сами себе заберете. Нам нахуй они не нужны, блядь. Примерно так. Поэтому, когда речь идет, блядь, нахуй, о нормальном башкирте с татаром, блядь, не надо нахуй нас путать с манкуртами. И как вот сегодня еще кто-то где-то там слушали, какой-то русский хороший, так скажем, говорит о том, что нахуя, типа, вот эта херня вся идет, блядь. Ну, явно он тоже где-то, наверное, блядь, за границей. Если про это говорить, я не понял до конца, как говорится. Но суть, что какие-то есть звуки от, так скажем, не от хороших русских, так себе, нормальных русских, которые вроде бы пытаются, блядь, понять, что происходит нахуй. Но пока еще они не отдуплились. Потому что Путин так задуплил их нахуй, что, блядь, их не дупло пока еще нахуй не проветривается. Чтобы проветривать их не дупло, вот подобие меня люди должны нахуй говорить нахуй. А доказывать вам что-то я не могу, потому что весь интернет полон всякого дерьма, вы можете посмотреть там. Но нахуй, если вы зомбаки, которые смотрят
Первый канал, блядь, и вот этого Соловья, блядь, со Скобеевой, нахуй. Ну, вам, блядь, это, только психушка плачет по вам. Вам надо еще психушки побывать, чтоб там, нахуй, подобие нас вправили вам мозги, а потом уже, нахуй, дальше уже, может, вы сольетесь с обществом. И то вряд ли, блядь, вряд ли. Потому что ваше дупло тоже надо будет продувать, блядь. По-другому никак. Из-за этого, вот я наблюдал вот сейчас, да, вот там 13 человек сидят, да, и вот 3 человека, даже Башкортостаннан, Татарстаннан даже просто даже слушать даже не хотят, блядь. Потому что, нахуй, я правду говорю. Потому что они не могут, блядь, перебороть вот эту свою, блядь, ебланство с правдой. Потому что они во лжи, нахуй, блядь, там живут и рожают, блядь. И дети, которые сейчас родились, тоже во лжи уже они родились, блядь. И они не могут, нахуй, ебаный в рот, блядь. Все-таки бар ekan bit Boshqirdistondan shunday kishilar durustni сөйли. Но biz shuni anglab yetolmaymiz, потому что biz уже зомбаки. Biz toshbosh biz, блядь, нахуй. Ебанутый toshbosh. Biz Putinni yaratamiz. Потому что onlardan suvramiz biz ularni, блядь, нахуй. Surib, блядь, tuyolmaymiz, нахуй. Как узбеки говорят, лашкамоны, блядь, нахуй. O'shinga shu lash bo'lmas uchun boshqirt bilan totarda нахуй. Надо иногда, блядь, рот споласкивать, нахуй. Как мне, блядь, сегодня, блядь, кто-то написал, что ты материшься. Sizni sikmasga tegish, нахуй. Матерюсь или нет, нахуй. Канал och, блядь, 100 marta aytdim, блядь. И выходи со мной на дебат, блядь. Ты будешь говорить млаем, матуритер, ути-пути будешь говорить, а я буду материться. Чья возьмет, нахуй, вот тогда мы будем обсуждать, нахуй. И за кого ты будешь топить, нахуй, вот в этот момент, нахуй. Вот этот момент будет более интереснее. Поэтому каждого призываю Башкортостанда, Татарстанда, нахуй, топить против Путина, нахуй. Вам уже хватит, блядь, 21 век, блядь. Отдуплиться надо уже конкретно, блядь, от зомбоящиков своих, блядь, и басырға, блядь, урысқа қарсы. Күшігіз, блядь, миығыз жетмәсә, блядь, маңғайда, блядь, нахуй, әзгене болса да мый қалған болса, блядь, нахуй, чуть-чуть, нахуй, образумьтесь и начните уже двигаться на правильном пути, блядь. Хотя бы, ладно, меня не слушайте, блядь. Слушайте, постоянно говорю, Руслана Габбасова, блядь. Слушайте то, что он говорит, хотя бы верьте ему. Даже чертовому Рафису Кашапову, ладно, даже. Пытайтесь верить, пытайтесь. Но он, блядь, топит с турками. А я конкретно, блядь, нахуй, аульский малай топлю только башқұрт bilan татар халқына. Мен шуларны гына уятырга уйлыйм. Миңа кирәкми беркемнән ярдәм. Аллаһ Тәалам безгә ярдәм бирә. Если сез барсагыз дөрес юлга, Аллаһ Тәалам сезгә миллион раз он этот возвратит вам. Но если вы сейчас гнилом, блядь, пути убивать украинцев идете, вы тоже будете сдохнуты. По-другому никак. Когда наша возьмет, пойдешь... Ага, понятно. Поэтому, Дуслар, что я могу сказать вам? Юлай Вальтин. Монолог слушать нельзя, Понятно. Понятно. Если қызық түгіл екен, шық та кет, блядь, ишетмә мені. Ұршам екен, ишетмә. Үзің канал аш, мен сеңе айтам бит енді, Юлай. Күті қалай, блядь. Аш нахуй. И, блядь, шық нахуй. Сөйләшәбез. Әлі күкәйің болса, блядь, нахуй, ыштаныңда. Сөйләшербіз. Поэтому, как говорится, мында теге пидораслар, которые против, которые не хотят отделяться, они будут всегда говно писать. Поймите это.
Вот кто меня будет рано или поздно в дальнейшем слушать, вы должны будете осознать, блядь. Осознать, нахуй, кто такой Манкурт, который коммунист, блядь, по жизни был, блядь. И который, нахуй, с русней, блядь, нахуй, водку пьет. Они никогда, нахуй, безнеке болмыйлар. Мен башкырт болсын, блядь, нахуй. Менікі даже метис болмасын. Ши башкырт болсын, нахуй. Ши татар болсын, блядь. Но барбір ол бізге дұшман бола. Нәрсе болса да. Ол бүтін халықта бар ол нәрсе. Бүтін халықта бар. Шунарға шул халықны әз болса да, блядь, оттрезвить, блядь, от бухла, от вот этого зомба ящика, блядь, бізге тырышырға керек, біргелеп шунарға күрәшірге. Менің бір өзімнің генә күшім жетмей. Сіз шуны аңларға тиешсіз. Если сіз, если хотите, блядь, нахуй, оставить что-то, блядь, нахуй, своим детям, блядь. Они ограбленные территории, блядь, Башкортостана. Вот здесь вот нигде вы, нахуй, ямы не увидите, нахуй, на дорогах, блядь. Везде асфальт, блядь, а Башкортостанда асфальт-то юг. Что-то вы после этого хотите мне внедрить, блядь? Башкортостанда, нахуй, жүнні больницалар юг, шірі біткен больницалар бүтінісі, блядь, нахуй. Ярдәм юк, блядь, пенсия 10 мың, блядь. Мана менің туғанларда пенсия 10 мың. 10 мың, блядь, яшап буламын. Это 100 евро, блядь, это смешно, блядь, нахуй. В таком богатом Башкортостане с Татарстаном пенсионеры получают 10 тысяч. А в Москве почему-то получали, пидорасы, 20 тысяч. Почему двухкратное больше в Москве? Чё они, нахуй? Лыком шитые, нахуй, гондоны. Узкожопые. Почему Башкортостан меньше, блядь, получает, а Москва больше? Почему Дагестан, блядь, постоянно ноет, нахуй, блядь, дотационная, блядь? Почему там нищета, нахуй? В Москве, блядь, все богатые. Вот на эти вопросы, нахуй, найдете ответы, нахуй, приходите, нахуй. Вот примерно так. Шунарға, блядь, Башкортстанны, халқын, бүтін мәктәпләрні ашырға, күтәріге больницаларны, бүтін әйберләрнеге, чтобы хотя бы как вот это, так скажем, для вас, лягушатник Франции, блядь, до него дойти, столько, блядь, здесь революций было, блядь, нахуй, да хуя и больше. Вот до них, чтобы хотя бы доползти, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстанга, блядь, әлі, блядь, бізге да хуя и больше надо. Но его можно решить за 3 дня, как они хотели Киев взять. За 3 дня можем взять Москву. Если Башкортостан, блядь, Татарстан, бүтінісі боса. Бүтін мужик шығып боса, блядь. Урысқа қаршы, блядь. Сәнәк білән болса да, лопата білән болса да, нахуй. Мылтық, блядь, болса да, бір мәрті ата тұрған мылтық болса да. Охотничий. Похуй нәрсе білән да, блядь. Хоть лапшой кидайтесь, нахуй. Или китайскими тапочками, нахуй. Ну, главное, блядь, нахуй, шунарға басырға, холықны басырға керек. Қоя шул халық. Или, может, вот на днях мне мысля пришла, ну, не хотел говорить, вот к теме сейчас скажу, наверное. Мана, пидорасы узкие, да ведь? С Индии, блядь, завезли людей, блядь, нахуй на войну. С Индии. И потом люди воют, плачут, нахуй, с Индии, говорят, блядь, наших детей обманули, забрали, и вот эти пидорасы русские на войну забрали. Вот именно, манкурты не могут куфайки снять, блядь. И вот, индусы, да ведь? Теперь у меня возникает мысль, интересная мысль, блядь. Надеюсь, вот эту мысль мою можете вырезать потом с канала и распространить. Буду благодарен. Мысль такая. В тот день я говорил про богатых башкортов и татар, которые, если есть такие, блядь, здесь, которые хотят против московитов, нахуй, топить, а потом нормально в Башкортостане развиваться. Мы вас не тронем, если вы сейчас, как говорится, будете нас поддерживать. В каком понимании? Я, как говорил, покупать оружие и так далее, нахуй, и создавать благоприятные дела, чтобы мы собирали народ где-нибудь. Хотя бы с этого начните. И вот такая тема. Тогда давайте мы, если башкорт, блядь, татар до такой степени сыкун, нахуй, идут, блядь, на Украину. Я, кстати, это на русском сейчас буду говорить, чтобы украинцы тоже услышали и распространили. Давайте тогда мы с Бангладеша, нахуй, наберем людей, нахуй, с Индии.
с Бангладеша. Там нищета, людям деньги нужны. Конкретно мы будем говорить, мы не будем их обманывать. Там работа, там копать окопы, нет. Мы конкретно скажем, столько-то там мы будем платить вам. Давид, 10 тысяч бангладешев. Там все равно людей дохуя. И любой кто-то согласится. Скажем, набираем рекрутеров, легион нахуй. Легион нахуй. Как во Франции, да, легион французский. Но мы набираем легион Башкортостан и Татарстан, микс за двоих. Пусть, допустим, Бангладеш, они тоже мусульмане, как на джихад. Наберем людей тогда оттуда. Давайте купим тогда оттуда солдат. 1010 нахуй. Давайте эти пидормоты нахуй, инвесторы, башкортлар, татарлар, давайте будем вкладываться в это тогда. Давайте наш народ оставим, чтобы он не сдох, блядь, против русских, против Москвы. Давайте наберем 10 тысяч нахуй бангладешцев, которые пойдут за деньги, а если они умрут, мы оплатим эти деньги, само собой, семье ихней, контракт сделаем такой конкретный, честный, блядь. И каждому там, блядь, по 10 тысяч зелени, нахуй, минимум, блядь, или там по 2 ляма, как они дают сейчас вам. Давайте создадим, блядь, давайте, нет, даже по 5 лямов, нахуй, будем давать. Чтоб конкретно уже согласились, блядь. Каждому, нахуй. Шығарыңыз ақшаңызны, которые напиздили из Башкортостана, пидоры, инвесторы, башкор, блин, татарлар. Шығарыңыз нахуй. Давайте создадим такой легиончик из другой нации. Что, как думаете? Даже, могу сказать, даже, наверное, из Азии тоже пойдут против, потому что они, может, даже и бесплатно пойдут, лишь бы русских замочить, нахуй. Ну, они тоже, если захотят, тоже на подмогу могут стоять. Но безне труслар, нахуй, бармаса, мына давайте шулай ясыйбыз тогда. Противно слушать? Или вам как, кайфово слушать так, что башкорт, блядь, татар никчемный, блядь, нахуй. Они не могут, нахуй, против русских поднять оружие, блядь, но мы будем набирать Бангладеш. Еще где-нибудь там из Африки тоже можем набрать. Давайте наберем. Как вам идея? А чё, на джихад какой-то ебанутый, непонятный, блядь, в ИГИЛ нахуй идут? Какие-то долбоебы, блядь. Ни хрен не знает за чё, блядь, во-первых. А у них же и земли нет, по сути, блядь. За что они идут-то, блядь? Ладно, они боролись бы там реально за какую-то землю. Но здесь конкретно мы будем бороться за нашу, за Башкортостан с Татарстаном. На Украине же тоже воюют грузины, там еще кто-то. Ну вот давайте будем набирать вот таких. И вот вместе с ними, командуя над ними, пойдем и мы. Базара нет, я согласен. Я первый пойду. Давайте к этому подгонять людей. Подключайте нахуй всяких нахуй инвесторов, блогеров, которых нахуй имеют бабки нахуй. Давайте их подымать, распространяйте. Вот прям вырезайте мои, блядь, вот этот эфир мой и распространяйте минут 5, которые я пизжу. Другой может даже не говорите. Вот именно вот эту тематику. Давайте набирать нахуй. Күйтігіз юг екен нахуй, урысқа қарсы тұрыға, блядь, башқұрт, блядь, татарна, блядь. Духта түгіл мында, рухта түгіл. Күйтігіз юг, блядь. Очковый, блядь, нахуй. Давайте будем набирать других. Валейкум ассалам. Что будем делать, нахуй? 6-й палатадан түгіл, Юлай. Сен, блядь, отыңны нахуй, давай, жин, блядь, нахуй. Қоя сен отың, Юлай, блядь, нахуй. Отыңны түшіраннан үстен, блядь. Салават, шунда этот, күтіп тұрсын, блядь. Как ты съездишь на нахуй против Москвы, блядь. Хватит уже нахуй. Юлай, блядь, исім нәрсе, блядь. Позоришь, сука, өзіңнің исіміңні, блядь. Юлай болғаш бетінде ол, блядь, нахуй. Чистый башқұрт, блядь. Москваға қарсы болырға тиіш, блядь. А сен мұнда пәттәксә теге қыланып, әләнірсән менге жазып отырасың, блядь. Манкурт это предашь свой народ. А син нәрсә? Блядь. Еще, блядь, кому-то что-то там уроки даешь, нахуй. Про Манкурт. Ну да, как ты прав, но здесь живут такие-никакие. Ну, шунарға айтам бит енді, блядь. Тоғры гапыряпман, рахмат. Вот шунарға айтам бит енді. Вот, допустим, да,
Возьмем сейчас просто пример, это просто поверхностный пример Казахстанга, Узбекистанга. Вот, допустим, у них вот такая ЧП произошло. Место Башкортостана с Татарстаном, они остались внутри. Да они, блядь, давно уже Москву разъебали бы. Давно, блядь. А башкир, блядь, татар не может, блядь, нахуй, отын жеңерге никак, блядь, нахуй. Отығыз, блядь, уже анда өлді бит енді. Күті бізні, блядь. Қоя ол, нахуй, менің хозяином, который пойдет против Москвы деген. Қоя ол, блядь, отны жеңген, блядь, малайлар, блядь. Как раз здесь вот теге әләкім жырлы, салават түш отыңнан, блядь, нахуй, deyip. Имен ишекләрне тибіп ашырға керек, deyip жырлый, блядь. Насчет жыр. Мен теге бірсе айтқан яздым мен. Ол хатын ақша сұрый жыр язырға. Мен айттым, ақшасын потом берем дедім. Давайте, дедім, бірәсігіз мұнда бар ма писательлер, инан бәттәгілері, башқұрт татардан, блядь. Давайте жыр язык, шығыр язык, блядь, шу урыстарға қаршы. Мен башқұрт deyip, мен татар deyip, мен урыс түгіл deyip. Шуны да язып береге, меннен теге хатын айтты, ақша была дейді. Ақша была дейді меня хазамына, наглым образом. Мен айттым, ты мою телеграм-группу зайди, там зайди, мы с тобой поговорим дедім енді, ну, кірәм yok mu білмейм. Контакттан языштық оның білән. Получается, если даже шул шығыр язган хатынға ақша керек, значит, получается, башқұрт белән татарға да ақша керек. Шунарға сугышка баралар. Агай, син кайда яшисең? Мен Европада яшим. Ч артыннан тема килә. Алмадылар. Ние 90 жылны алмадылар. Ну, алмаганлар бит. Мен кайдан беләм инде? Мен кайдан беләм? Мен бит бәләкәй дә инде. Ана ата-бабаларга сөйләргә кирәк, блядь. Татар башкортларга. Какого хуя 90-нчы елны бөтенез чыкканда сез чыкмадыгыз? Вопрос вам вот задает в эфире Казахстаннан кеше. Ник кутагама сез чыкмадыгыз, блядь. Чё нахуй ждали меня, нахуй, Руслана Габбасова? Чё ждете, блядь? Если на то пошло. Мен вообще родом Узбекистандан, блядь, нахуй. Не при делах, дейр я могу. И то, блядь, нахуй, башкорт ханым, блядь, татар ханым болгаш, я топлю за Башкортостан. Керек болса и за Узбекистан буду топить. Я, кстати, до этого топил против Каримова, нахуй. Поэтому, что я могу сказать? Чтобы поднять какой-то народ, блядь, получается, всем нужны деньги. Если какую-то писанину, нахуй, там 2 слова написать, там, мен башкорт, мен татар, мен урысқа қаршы, блядь, мен, блядь, әзгена Пушкин болсам, нахуй, мен язар ем, блядь, пиздец сігіп язар ем, нахуй, Путинға қаршы язар ем, нахуй, Хабировқа қаршы язар ем. Қоя, шунда язучылар, сіз нәрсе язасыз? Күз килді, кутақ тұрмай башлады, урыс сікті бізні, доңқайтырып. Мына шулай мен шығырлар язырға могу, конечно, блядь, нахуй. Но, блядь, аны бит мәгънә белән язырга кирәк, блядь. Урыска каршы. Шунарга эзлим, вот чтобы передали всем Башкортостан белән Татарстанга, эзлим, кто может написать, нахуй, кто не сыкун, нахуй, нормальный, блядь, жыр и шигырь. Урыска каршы. Текст мы вам организуем. Главное, вы складите, нахуй, эти, сука, слова, блядь, нормальным образом и күй килеп чыксын шундан, блядь. А то, блядь, даже сізден, блядь, шуны да сұрағаш енді, ёп, твою мать, шунарға да яланғаш енді, блядь. Нинди халық енді бұл, блядь, нахуй. Бүтін жерде ақша, блядь, нахуй. Мына мен ішләмей отырам, блядь. Ақшам болса, мен әлі нәрселер, нахуй, яздырар ем, блядь, нахуй. Любого можно купить, нахуй. Вы же продажные, блядь. Хули, блядь, вас покупать, что ли? Трудно, что ли? Шулай. Біз генә сатылмайбыз, Аллаға шүкір, блядь. Бізге кеше ақшасы кирәкмей, нахуй. Рахмат. Истину говоришь, 1000 жаса. Ай, рахмат. Оскорбляешь, ругаешься.
Не хватает Башкортостан, не твой Гейропа, Яша, давай, бля, нашу Юлайна югалты, я заебал нахуй. Сегел кот Юлай нахуй. Давай, заебал нахуй. Юлай, блядь, исеміңні алмаштыр, гандон деп жазып қой маңғайыңа, блядь. Юлай түгілсің нахуй, позорище, блядь. Башқұртlarны позора, блядь, сука. Чтобы отрезвить, пожили в Узбекистане. Неужели башкирам и татарам, чтобы отрезвить, пожили в Узбекистане? По тюрьме плачет. Так и плачет. Так. Шулай, короче. Да, по делу говорит, раскулачивать надо. Само собой, да. Бойларны само собой раскулачивать будем. Башкортостан, Татарстанда, кто отжал, вот сейчас вот отжал все до нашего прихода, мы все равно придем, Алла берсе. Кем был сада без барабар. Всех, блядь, нахуй раком будем ставить, блядь. Кто, блядь, дохуя воровал там, всех нахуй, блядь. Бүтін депутат нахуй, бүтін, блядь, нахуй, ауылдағы даже председатель алмаша. Бүтін нәрсе алмаша нахуй. Біліп қойыңыз нахуй оны. Бірсігіз қалмай нахуй. Потому что вы сейчас все под дудкой русни. А нам нахуй такие не нужны. Все пойдете нахуй под убой нахуй. Вот так примерно. Зинданцизны кыта, который коррупционеров, само собой. Который реально тоннами сейчас пиздит нахуй. Подобие Хабирова. Со своими нахуй армяшками ебаными. Вот им будет пизда нахуй. В Татарстане то же самое должно быть. Ну, за Татарстан я не могу ответить, но Татарстан сам решит, наверное. Надеюсь. Шулай. Шунарға халық, мына шундай хәл. Выборы нам, получается, озвучили, да, ведь? Не нужны такие. Второе. Чтобы это государство образовалось нормальное без русни, нужно нам всем подняться. Подняться, чем быстрее, тем лучше. Пока вот эта навальнистка нахуй со своей армией не пришла и снова не, как говорится, как Путин не создала там какую-то, так скажем, блядь, нахуй, русскую общину. Кстати, вспомнил насчет русской общины. Теперь поговорим насчет русской общины. Это касается всех наций, не только башкир-татарна. Что там русская община, блядь, нахуй делает вообще, блядь, нахуй в регионах? В регионах, не русских регионах, блядь, есть русские общины. Я на днях об этом говорил. Какого хуя они там делают? Когда, блядь, нахуй выебывается, нахуй, дагестанец, блядь, против татарина, блядь, нахуй, никто не встает, блядь. Никто, блядь. Почему-то, блядь, русская община, когда проходит с флагами, нахуй, по Башкортостану, Татарстану, Дагестану, блядь, Чечне, может, даже еще пройдитесь, нахуй. Их никто раком не ставит, блядь. Где, шул, блядь, нахуй, жигитлер, Дагестан жигитлері, қоялар, блядь, нахуй. Дагестан, блядь. Қоялар, блядь. Урысқа қарсы тұрғанлар. Только вы, нахуй, можете, блядь, унижать нас, блядь. Я с вами, нахуй, особенно с лезгинами, нахуй, вот, вспомнил, блядь. В армии, нахуй, постоянно, нахуй, дрался, блядь. Заебывали, потому что, нахуй. Реальный, нахуй, аташляр, нахуй. Реальные, как прыгают, нахуй, как хорозлар, блядь. Өзбекстанда халига узун муйнлы хорозлар бар, ашнака хорозлар, блядь. Петухи на русском, блядь. Зачем так прыгать, нахуй? На татарина, на башкирта. Дагестанцам, блядь, это обращаюсь. Нахуя прыгать, блядь? Прыгай на русского, блядь, нахуй. Своей бородой, блядь, разъеби нахуй. Отрежь ему нахуй по шее, нахуй, бородой своей. Отрежь нахуй голову русскому, блядь. Вот тогда ты будешь, нахуй, героем, блядь. Для нас. Для всех. Покажи, нахуй, свой дагестанский, нахуй, прыжок, блядь. Потом, блядь, мы, может, блядь, нахуй, будем братьями. Близкими.
Поэтому, когда, блядь, вот такие, блядь, петушатники, нахуй, вылазят, нахуй, по всей России, это, как это, блядь, шапалак, вот так вот, только это не шапалак, а вот хлопушки для русских, вот этих русской общины, которая, нахуй, радуется, блядь, что, блядь, нахуй, дагестанец пиздит татарина, или чеченец пиздит, нахуй, узбека и так далее. Вот это, нахуй, хуйня, вот эта хуйня ваша не прокатывает, нахуй, в сфере, блядь, нахуй, нашего мусульманского мира, блядь. Потому что вы братья-мусульмане или вы петухи, блядь, нахуй, братьев, но не нас. Потому что мы не петухи, блядь. Поэтому, когда мы говорим о других нациях, давайте научимся лечить свою нацию. Давайте не будем, блядь, нахуй, переходить, нахуй, все черты, как говорят, красные линии, нахуй, как Лаврушка, блядь, Лавров, блядь, сказал, блядь, красные линии, блядь, у них есть. Вот эти, блядь, поносные линии, чтобы не переходить, давайте мы перейдем, блядь, в одну, нахуй, путь истинный, блядь, против русни. Почему нет батальонов, общих батальонов, чтобы он еще был башкир, татар, Дагестан, чечен? Где наш батальон общий, который против Москвы пойдет? Где наши батальоны? Тут, конечно, могут чеченцы обидеться, когда к ним заходили, но давайте этот период мы пока замнем, забудем вообще, раз и навсегда. Потому что нас не было. Наше поколение только вот проснулось. Нас не было тогда. Наши там братья, деды, может, пошли, но мы за них, вот я извиняюсь. А вот сейчас я не извиняюсь, нахуй. Вот которые сейчас, блядь, идут с Дагестана, с Чечни, блядь, нахуй, против Украины, я не извиняюсь. Не за всех, нахуй. Все, нахуй, одинаковые манкурты, блядь. Начиная с Якутии, блядь, заканчивая Чечни. Горизонтально, перпендикулярно, нахуй, постоянно говорю. Шунарга, когда идет вот эта дискуссия нацизма со стороны русских общин, нам нужно вставать, блядь, вставать. Вы когда уже научитесь вставать против этой чертовой русни? Когда мы, блядь, сплотимся? Когда мы, нахуй, в армии будем вместе, а не пиздить друг друга в армии, блядь, подражая русским? Рахмат, башкуртлар олга. Почему? Да. 7-1, этот ваш, так, что там? Молодец, дай Аллах, что вы, ваша мечта независимо Башкортостан, Татарстан сбылось, иншаллах, аминь. Всем адекватным людям, ассаламу алейкум, которые против зло и за справедливость. Угу, рахмат. При Путине старый порядок. Дружба народу изменился на новый русский мир. Россия для русских. А куда остальных около 190 народов? Вот именно. Куда? Куда? Я еще не говорю даже про тех даже десятка народов. Потому что я их, ну, я не вижу смысла озвучивать их, но я за весь народ России. Но против русских. Само собой, мары, чуваш, там, якут, бурят, тыва. Все мы страдальцы. Страдальцы. Если sizni butunigizni, ota bobolaringizni o'ldirgan uruslarga qarshi turmasang, kim turadi? Hozir biz turmasak kim tursin? Kim? Mana men shuni aytaman. Kerak bo'lsa, qadimdan yashagan o'zbeklar ham bor. Menga o'xshagan metis ham bo'lmasin. Toza o'zbeklar, как это говорится, щи узбекlar. Щи это как бы чистые, ну типа свежие, пishmagan. Ну так скажем, не этот сырые. Щи это сырые вообще. Так скажем, чистые, значит. Где они? Где? Где вот Россияда ведь не только 190 халыкны жиры бар. 190 халыкны, значит, жиры бар. Не говоря о том, что еще с Азии люди, которые приехали и сделали какие-то там, так скажем, общества, создали, да ведь? Но они тоже же в этом обществе живут. Башкортостанда болсын ол, там Самарада болсын, Оренбургта, Саратовта, разницы нету. Там дальше Якутияда.
Бүтін жерде есть свое общество. Значит, если мечеть есть, значит, это уже есть общество. Шул обществоға барған кіші уянырға тиеш. Я не говорю, что не с красным паспортом. Я им не говорю. А именно тем, у кого есть красный вот этот ебаный паспорт. Русни. Вот им я говорю. Что мы должны сплотиться сейчас. И бүлініп алырға Рәсейдан. Раз и навсегда. Біз Рәсейдан қазір шықмасақ 2050 жылға біз қалмайбыз. Потому что бұл Украина соғышынан соң тағын бір не соғыш была. Потому что у соғышлар бітмей. Бітірген может только тогда, когда у нас будет демократия. Когда мы будем уже демократически рассуждать, блядь. Мына ведь 28 страна, блядь. Сколько они, может, между собой ненавидят друг друга. Там Норвегия, блядь, Германия. Так. Может, они ненавидят друг друга, но у них же нету войн. Они же как-то консенсус, блядь, нашли между собой, блядь. Как сегодня как раз говорилось о том, как это украинка, наверное, говорила, что Англия же вышла без крови. Но имейте в виду, башкир bilan татар, без крови вряд ли мы выйдем. Поэтому yomonga tayyor bo'lish kerakmiz biz. Сперва мы давай будем плохом размышлять, чтобы каким-то образом создать какую-то хорошую систему. Rahmat, qozoqlar ko'maklasha. Вот, нет у нас нигде кино, ни спектакль, ни песня. Все делаем, что нравится Москве. Шуны айтам бит инде. Башкорт татар нәрсәләре бер нәрсә юк. Кайдан булсын ул спектакль, если мәктәп юк. Ул башкорт белән татарның баласы кайдан үзенең телен белергә тиеш? Үзенең телен белмәгәннән килгән, кайерда нимәне беләде ул? Шуңа әйтәмәнме? Да, 7 империям суждено когда-нибудь крах. И Россия империя зла. Народное горе и тюрьма народа тоже от этого не избежать. И это истина. Как бывшие крепостные, которые перед своих хозяев не ценился даже чем породистая собака. И в итоге себя считает великим. Характерная черта для бывших крепостных, они не видели всех, кроме своих хозяев. А хозяева ценили породистого собака, чем своих рабов крепостных. И думали, без своих хозяев от голода умрет. Шунай там это, шул манкурт битина, как раз таки Чингис Айтматов об этом-то и говорит об этом. Ведь гордимся тем, что нам не принадлежит, какая у нас большая страна. Рожу покажи, демократ. Кутагамна ошон сиңа күрсәтергә могу, конечно, блядь. Так, все народы ждут нетерпением союз независимых государств. Туран, ну, глушенный аналог. Ну, я за Туран, конечно, я не буду топить, конечно, за Орду буду топить. Орда пусть будет нахуй. Туран нахуй. С турками я не дружу тоже. О, Башкорт уян, азатлык безгә. Алга. Алга Башкортстан. Манкурта за деньги кутын сата. Вот именно, вот именно. Вот. Еще этот прикол с Рустамом. Тоже этот, мне отправили. Рустама Миниханова. Как Путин его зачмырил. Путин его зачмырил. Вот, что там, где там, типа, ходишь там туда-сюда, он как бы не тут, он где-то там, типа, да, летает Рустам. Типа, очнись там. Там, типа, Путин говорит, а он его даже не слушает. Типа, там же хозяин говорит. Какого хуя Путина не слушает Рустам Миниханов, а? Интересно. Вот, типа, вот таким образом на весь эфир, блядь, зачмырил его, блядь. Раба своего, блядь. Просто без теге иске дуньяда масмызда, иске дуньяда болсак, вот эти ебучие Рустамы, Хабировы, они были бы рабами.
Они были бы нахуй вот так, как собачка вот так встает двумя лапками, вот так, и язык высовывает. Вот примерно вот такие они были бы. Примерно так. И в итоге получается, наши правители все, получается, собаки с высунутым языком. И, как говорится, помпой в заднице, которые никак не могут они вытащить оттуда, блядь, нахуй. Потому что боятся. Потому что Рустамныям, Хабировныям, вот эта делегация СНА, они дали добро. Ебите Башкортостан с Татарстаном как можете. Но только вот столько там доли нахуй нам каждый год отстегивайте. А башкорт белян татар пусть ходят в лаптях и сосут хуй. 10 тысяч рублей. Везде, блядь, вот Ишит-Сагез, блядь, у них 10 тысяч рублей. Они думают, наверное, это 10 тысяч золотых, блядь. Мына, Оренбургта, блядь, пострадали люди, 10 тысяч рублей, нахуй. И то не могут взять. Потоп, блядь, был в Оренбурге, блядь, в Орске, блядь, 10 тысяч рублей. Ну чё за, блядь, нахуй, а? 10 тысяч рублей, блядь, это идиотизм. Просто в магазин, блядь, зайти, блядь, 10 тысяч рублей, все, нету. Килограмм мяса 500 рублей. Минимум. В итоге что, блядь, 20 килограмм мяса? 20 килограмм мяса – это 30 дней. И что, как он должен, что он купить должен за эти 10 тысяч рублей, блядь, я не могу понять. У него дома нету, он дома лишился, блядь, после потопа, ему дают 10 тысяч рублей. Не говоря о том, что в Курске сейчас то же самое. Заметили? Пенсия 10 тысяч рублей. Интересная цифра, да, ведь? В Орске 10 тысяч рублей. Всегда ноет нахуй. И в Курске 10 тысяч рублей, блядь, нахуй. Я вам покажу путь тогда. Если вы эти 10 тысяч рублей любите, нахуй, получать, ну тогда вы, нахуй, уедьте, нахуй. И вон, сдайтесь, нахуй, беженцам политическим, нахуй. Вам и то будут давать 200 евро. Это 20 тысяч рублей. Хотя бы будете на 10 тысяч больше получать. А вам же его еще дают, 10 тысяч рублей дают только один раз. А здесь каждый месяц вам будут платить, лишь бы вы не сдохли. А в России вам дают это все, вот один раз 10 тысяч, получка, иди нахуй, как хочешь, блядь, у тебя дома нету. Потому что в Курске все, или в Орске, блядь, потоп. Все, живи где хочешь. И 10 тысяч, нахуй, рублей, как хочешь, нахуй, тяни его, блядь. Как раз таки, нахуй, длинный рубль, блядь. Нарежь его, нахуй, вот так, ножницами, нахуй, 10 тысяч рублей, и трать каждый день по чуть-чуть. Может, хватит на месяц. А они его дали безвозмездно на всю жизнь, 10 тысяч рублей. Бәріміз бірігіп, бір орыстан құл қылып, олу керек, бітті, сонымен орыс. Шуны айтаман да, идея понял. Шуны айтаман да, мына, мында человек, Нарсакей, предлагает, короче говоря, орысларны давайте бөліп аламыз бүтініміз. Бүтін Азия, біз бүтініміз давайте бөліп алайық и бүтінісін кандалайға кидірейік. Буңына, аяғына гулагу нет ясыйбыз. Только ГУЛАГу есть будет у нас называться. Сайт, блядь, ГУЛАГу есть. И всех туда запишем нахуй. Так что давайте в цепи нахуй их. И в этот нахуй. Пусть они нахуй работают в шахтах у нас там, блядь. Копают нахуй уголь, блядь. Пизду, блядь. На Магадане. Магадан, запорошенный край, блядь. Как песня поется нахуй. Русским там как раз место будет нахуй. Бухать любят. Пусть водку мы им дадим нахуй. Пусть бухают. Чтобы не замерзли. Жрачку дадим. Подгоним свиней нахуй. Пусть, как говорится, живут там. В русские школы пусть ходят сами. Там же. Пусть живут там нахуй. Не вылазят никогда оттуда нахуй. В Магадане, блядь. Бүтін этот, нәрсеке, салқын жерлерін оларға беруге керек. Подарить надо им нахуй.
Пусть они живут наверху, блядь, там, блядь, на льду, блядь, сука, чтоб никогда солнца не видели, суки. Примерно так, блядь. Но зато за убийство украинцев 200 тысяч рублей, да? 2000 евро. 2000 евроны бетинде мынандай Европаға келіп ішлерге можно, блядь. Мына қазақтар, өзбектер келе. Мына нормально ішлеп жүрүлөр бит. Вот мен гана ишлей алмайм, потому что у меня процесс другой идет. Шулай. По-другому никак. Наши главы тоже не могут опереться на свой народ, потому и такие. Ну, потому что наши главы не могут на народ, потому что народ на бедность сыккенолар. Если вот вместо Хабирова был бы нормальный чувак, он бы наоборот, блядь, сказал бы, давай, башкиртлар, татарлар, давайте, короче, хазыр, жиынабыз, короче, и пойдем на Москву, нахуй. Вот шулай бит айтқан киши юк. Я бы первый пошел бы, нахуй, если бы он такой сказал бы, блядь. Но нет такого башлыклар. Қоя шондай башлыклар, которые скажут, блядь, давай нахуй против Москвы пойдем. Как кто-то пишет, көмәкләшеп. Тизгенәгенә көмәкләшеп алыйк, тизгенәгенә сөйләшеп алыйк, шыпырт кына, беркем ишетмәсен. Курултай такой ночной создадим, тихо, чтобы никто не слышал, нахуй. И давайте, нахуй, пойдем. Дроны есть, блядь, Алабугада, Казанда, Татарстанда. Дронов возьмем, нахуй, пустим армию дронов, нахуй, на Москву, блядь. И потом мы пойдем. Что там, блядь, 1500 километров Уфадан и 1000 километров Казандан. Сольемся. Пусть первые татары начинают, мы потом сзади подкатим. 500 км сзади будем идти, блядь. Зачищая, нахуй, русские деревни, блядь, все. Всех плен, нахуй, будем брать, блядь. Кто, нахуй, не за нас, блядь. В кандалы, нахуй. И, в кандалы и в рабство, нахуй, Узбекистан будем отдавать. Или в Афганистан. Вот как раз Афганистан-то любят, нахуй, поебушки. Белых они хотят. Как раз, блядь. Они же голодные там в Афганистане, нахуй. Все же укутанные там, блядь. Мы в Афганистан отправим, нахуй, женщин, нахуй. Пусть они там развлекаются с ними, нахуй. Всех русских отправить в Афганистан, нахуй. Пусть живут там в пещерах, нахуй, блядь. Посмотрим, как они в пещерах выживут, блядь. А мужиков, нахуй, на холод отправим, блядь. Магадан, блядь. Примерно так. Ну они что, они же издевались над нашими крымскими татарами, чеченцами, блядь, отправили же куда-то там. И половина умерли в поездах. Когда они, блядь, ехали. Раскулачивание и так далее. Давайте вот так и создадим. Как говорится, қайтарма сделаем. Как раз крымские татарларда қайтарма ашулалары бар. Қайтарма қыламыз. Трали-вали қайтарма будет у нас. Қайтар дүния. Ашы қайтар дүнияны қайтарыш керек да bu иплосlarga, hammasiga. Чёртларga. Чтобы они, блядь, нахуй уже жили, привыкая, что они рабы, блядь. Чтобы ихние дети рождались тоже в рабстве, нахуй. Дети рабов, нахуй. Будет, наверное, идеально, блядь. Но, блядь, қоясың шул кешелер, чтобы это сделать. Давайте, блядь, как мафия тогда будем собираться, нахуй. Как Аль Пачино, нахуй. Давайте создадим, нахуй, мафиозный клан, нахуй. Из всех наций, блядь. И по разъебу русских. Если вы не хотите, блядь, собираться по-нормальному, давайте мафиозным образом будем собираться, блядь. Будем, блядь, захватывать все, нахуй. Сжигать, нахуй, по дороге, блядь. Все, блядь, разъебывать. Чтобы достичь Кремля. Тюрьмы будем освобождать, нахуй. Чтобы все за нас пошли, блядь.
Ну да, шаман 16 миллионов получил, блядь, и, понимаешь ли, в Оренбург, нахуй, поехал 16 миллионов получать, нахуй, петь «Я узкий ли». Нахрен его песня нужна, блядь. Ayi. Türk alimlari jasasin, yashasin, ayi. Olg'a. Почему в украинских чатах много манкурт из татар и башкир? Мне это не понять. Вот. И Лепсу 16 лямов. Ну да, это вот все эти, блядь, такие, которые из этого не попавшие, блядь, нахуй, и попавшие на концерт Ивлеевой, блядь, нахуй. Еблеевой. Голая вечеринка, блядь, нахуй, продолжается у них. Концерты, нахуй, военным, блядь. За косяк, нахуй. Что он, блядь, там голые, блядь, прыгали, нахуй, в клубе. Киркоровы, блядь, всякие, блядь. И вся вот эта... Нет, брат, они узкие засрут лед, море. Их болото. Ну да, блядь, нахуй, засрут реально, нахуй. Нет, их нужно именно отправить, блядь, где медведи белые, нахуй. Чтобы они там жили, блядь, с медведем, нахуй. Сука, блядь. Вот так вот. Короче, мында 2 киши, мында 4 киши. Короче, понедельник, наверное, кишиюк. Не хотят общаться, так скажем. Шулай. Ну, чтобы развивался Башкортостан с Татарстаном, в первую очередь, надо перестать, блядь, Москву кормить. Вот и все. Поднять все, блядь, нахуй пенсии всем. Поднять, блядь, учителям. Везде, блядь, поднять все. Не то, что, блядь, нахуй. Любой работник должен не меньше Европы получать деньги. Чтобы он никогда не думал уехать с Башкортостана. Никогда. До такой степени надо развить Башкортостан, блядь, Татарстан, чтобы к нам приезжали с других стран и восхищались. Не то, что там работать только, да, а именно приезжали, блядь, туризм и так далее. А сейчас из-за русни у нас ни туризма, ни хуизма, ничего нету, блядь. Только гнилой патриотизм, блядь. За русню, блядь. А за Башкортостан никто нахрен не может встать, блядь. Куркып яталар. Шуларга bizga хотя бы, да, ведь o'zimizni ko'rshilaridan o'rganirga kerak, вот Казахстаннан. Потому что нам уже пример показывать некому. Не от кого нам учиться. Чтобы у нас была независимость, мы должны от кого-то его брать. От кого брать? Куршиннан. Куршин берады сеня шул этот примерно. Крайняк этот вот с Европы. Крайняк там с Америки. Bizda ведь Бангладеш түгел, Бангладешта там перенаселение идет, блин, там, я не знаю, там их то ли 200 тысяч человек вроде бы, я не знаю, или 180 тысяч, точнее миллион, какой тысяч, блин, 200 миллион тысяч, я говорю. Что-то такое, блин. В Эритрии, да, я точно помню, вроде бы Эритрии, да, там 180 или 250, вот примерно вот так где-то. Эритрии, да, представляете? Народу сколько. А Эритрия тоже не огромная территория больно. Африканцы. Кстати, вот Пушкин оттуда. Дед Пушкина оттуда. Эритреец. Я с ними просто в Норвегии жил, с эритрийцами. Ребят, холок, нормальный. Но этот, Шуканганлар, короче. Не мусульмане. Ну, какая-то есть часть мусульмане тоже. А так христиане. Католики или что-то такое вот. Поэтому
Башкортостана жире зур. Если мы еще по краям что-нибудь оттяпаем, по краям, само собой, у нас еще больше станет. Поэтому, как говорится, нам надо будет увеличиваться в числе. Туарга бешалта бала. Сливаться Казахстан, блин, Узбекистан, блин. Сливаться надо будет, чтобы русских, главное, не было. Пусть будут метисы, вот как я. Главное, без русского этого шовинизма, блядь. Только таким образом мы сможем, как говорится, увеличиться. По-другому, как говорится, загоняя людей откуда-то куда-то в Башкортостан, смысла нет, потому что они же не наши будут. Поэтому только ближний туганлар белән генә можно сливаться. Опять-таки, подмечу, бездә инде андый нәрсәкә юк. Ике туганлар белән сближаться нам не надо. Как обычно это в Узбекистане, блин. Потом дети, получается, гариплар. Гарип балалар туыла. Зачем это нам надо? Поэтому надо только дальний, ближний, вообще чужими надо сливаться. Только с чужими. С чужими семьями имеется в виду. А народ пусть будет, как говорится, наш ближний народ пусть будет. А то прется Башкортостан на Татарстан, вот это еще меня бесит. С турками они сливаются. И что потом? Он давит татар, блин, башкорт был мы уже. Все, они остаются потом в Турции. Поэтому айтып қоямын, башқұрт пен татарға нехер ездить в Турцию, блядь. Пәтәгігізні нахуй, күтігізні қысып отырыңыз, блядь, үйде, блядь. Сливаться только надо со своими рядом. Вот как чеченцы. Не дают же сливаться с другими. Вот примерно так. Но у нас нет такого маразма. Без казах, узбеклар, блин, мы должны сливаться. Нам, как говорится, самые ближние народы наши. Туганлар. Потому что башқұрт белән татар хәзер уже яртысы үлеп бетте сугышта. Нам кровь из нос с кем-то надо будет сливаться. Потому что эти женщины, которые остались, вам еще не родились пацаны. Если даже они родятся, они вам будут, блядь, как говорится, годиться в сыновья, блядь. Даже внуки, можно сказать. Поэтому, как говорится, Башкортостан и Татарстанда сейчас будет жесткий нахуй спад населения. Очень жесткий. Потому что қырып беттілер, блядь, урыслар. Біздің халықны. Біздің халық уже теге нәрсекей, Голодомор уақытында нәрсекеге жетті енді уже. Можно сказать так. Шулай. Мен тиктокка кушалмайм кешені, потому что перебивается этот YouTube, так скажем. Казахов и башкир похожие ру. Шулай. Похоже ру. Ну да. Ну, подавно. Я подумал, что-то они ру, да я русский, что ли, думаю. Ру, блин. Вот так вот. Ру, да. Шундыхаль. Ну, Руслан Габасов обычно толком не читает комментарии. А я вот все пытаюсь читать. Ну, как бы я прочитываю их, да, ведь? Поэтому, как бы, комментарии тоже я не хочу игнорировать, как они вот все игнорят. Шулай. Мына яңғырда өтіп кетті енді. Но уже салқын тышта. Шундый халь. Короче, 7:30 время. 1,5 часа уже идет
Ну, нәрсәкәй, белмим, Башкортстаннан кеше чыктымы, юкмы, мин аңламадым. Башкортстаннан что-то кеше чыкмады шикелле. Вот, видите, получается, даже YouTube, там этот скорость ушла, не ушла, вот этого мы не можем понять. Говорят, ушла скорость, типа, может, поэтому, я не знаю. Но Башкортстаннан, мына, вот я замечаю, вообще кірмей кеше, вообще. Аллаха шүкір, что есть Казахстан, оказывается, мына Казахстаннан гына идет какая-то вот реальная поддержка. А вот Башкортостаннан, Татарстаннан мен вообще халыкны мен көрмейм. Я не знаю, сіз или на самом деле все на войну ушли, или вы до такой степени нахуй, блядь, заняты все, блядь, в поисках денег, блядь, которых нету нахуй в государстве. Или я не знаю даже, чем вы там хуйней маетесь, блядь. Хрен знает, блядь. Или вам просто неинтересно, потому что, блядь, вы топите за русских. И то, что мы говорим, вам похуй. Вот примерно так, наверное. Да, вот кто-то пишет Курхада. Ну да, бәлкім Курхада, но Курхуда да түгел мында. Просто манкурты. Мне кажется, только манкурты. Потому что вон же пишет человек, который пишет, башка сайтларда бит башкорт белән татар чыгып, урыслар ягына топят же. Они там сидят, да. Я тоже когда-то раньше в телеге смотрел такие сайты, блядь. Обычно там меня блокируют, когда я что-то выскажусь. А, все, начинают меня блокировать. Потому что они боятся, так скажем, моих высказываний. И меня блокируют сразу. Кстати, Руслана Айсина тоже я больно как бы не терплю. Я его так выкладываю на свой канал иногда, но Руслан Айсин тоже меня заблокировал в своем этом телеграм-канале. Как говорится, потому что я больно сильно высказывался. А он, как бы, они такие, интеллигенция, блядь, нахуй, такие, аузана тащимлар, белые галстуки, блядь, как говорится, и в итоге меня заблокировал. И по какой теме? Я вроде сказал, что Башкортостан и Татарстанга урысқа қарсы күрәшергә тиеш. Ну, примерно я постоянно эту демагогию веду, и меня блоканули. Больно открыто высказался, понимаешь ли. И типа ему неприемлемо, наверное, это. Ну, короче, просто тупо блоканул меня. Вот так вот. Поэтому я сейчас в телегах не сижу. Нахрен это надо? Себя считаю как униженным. Нахрена я там сижу, что-то пишу. Потому что алар бары құлағына да ілмейлер алар. Аларға яздыңмы, язмадыңмы, файдасы yok. Шулай. И плюс, заметьте, Руслан Габбасовны да, Руслан Айсинны да, и бүтінісін, Рафис Кашаповын да әзгена татарша сөйлей иногда, ну, қарт бит инде ул. А так бүтінісі урыс тілінде обаралар, который топит за татарский язык. Руслан Айсин, который сидит в Турции, тоже сөйләшә урыс тілінде. Шулардан соң, как можно шулар белән строить государство? Сен башта үзеңнең телеңдә эфирыңны алып бар. Чертовый какой-то эфир ты не можешь үзеңнең телеңдә алып барага. Мен инде теге урысчаны кыстырып сөйлейм, потому что иногда күрәм, украинлар керә. Шуларга мен сөйлейм, чтобы они как-то тоже приседали, да, на уши, так скажем. Приседаю я им. А так, бұларда бит жыр нәрсәкәй теге, только урыс телендә алып баралар, бүтән эфиры. Кем өчен син сөйлисең, Руслан Айсин? Татар белән башкортка син үзеңнең телеңдә сөйлә. Адам Кос сонда қызықты эфир. Yok, в ТикТок кушсам, у меня ютубы каналы пойдут не так. Поэтому я сейчас кушмын. Это куша тұрған нәрсәкәй түгел. Сейчас. Шулай. Поэтому, как говорится, башкорт белән татарга, еще раз говорю, чтобы наши языки, так скажем, продвигать, нужно даже бүтін блогерларга, бүтінісіне алып барырга кирәк безне телдә. Урысны уйларга кирәкме? Безне уйларга кирәк. Башкортны, татарны телен уйларга кирәк. А не вести какие-то общественные, какие-то деятельские дела на всю публику, показывая, так как мне говорят, рожу покажи, свою рожу. Сен үзеңнең телеңдә сүзләшергә тиешсең. Потому что безгә мөһим безне үзебезнең телебез.
Biz урыс tilida сөйлесек, получается, мы доказываем это урысларга. O'zimizga tugul, а урысларга доносим. Нахрена? Урыска доносить, если мы уже поняли, что урыс bilan biz do'st tugul. Ularga gapirdingmi, gapirmadingmi foydasi yo'q. Ашылмайды, ular qo'rqalar. Ну да. Shuni aytam, urus tili kerak emas. Shuni aytaman-da, shuni aytaman. Endi men ham сөйлеймін енді, o'zbekchada qo'shib сөйлеймін, tatarchada сөйлеймін, men туда-сюда endi. Этот кручусь degan gibi, верчусь degan gibi. Ну, bilasizmi, просто обидно то, что, допустим, mana ilmli kishilar, mana ilmli, mana Ruslan aytsin, men historik deya, Ruslan Gabbasov тоже историкмын deya, butunisi резко историкка aylanalar. Historik, ну, Ruslan aytsin вроде historik endi, Turkiyada o'tirgan, ortida bitindi kitoblari da bor, ну, вроде o'qigan kishi endi, понятно endi, boshida лысый bit endi uni, narsaga o'qigan endi, shashit quyilgan endi uni, понятно. Ну, tatar tilida so'zla, хотя бы bir kun urus tilida olib bor. Shu kunni tatar tilida efirni olib bor. Nima senga qiyinmi, блядь? Tatar tilida olib boraga. Вот это я не могу понять. В чем проблема нашего языка? Что, блядь, говорить, что Qozonda yortasi onglamay? Onglasin, onglasin. Onglaganlar eshitsin. Нахрена нам доносить людям, которые пытаются не понимать нас? Зачем им доносить на русском, если они тупорылые, не знают свой язык, татарский с башкирским? Foydasi yo'q ularga nimadir доносить. Har kim o'z tilini unutmay kerak, unutmay. Вот. Вот видите, mana unutmay говорит, unutmay. Unutmay это, наверное, unutmay. А bizda unutmasqa. А qozog'cha umutpay. Ну, если я так правильно понял. Umutpay, надеюсь, это не umutlanirga, а unutmasqa. Вот примерно. Вот можно же bir-birimizni onglarga. Mana yog'ingni onglamadim, manasini tushunmadim. Qanaqani mana вот так. Мы можем понять. А урыс tilida bizga вообще сөйләшмәсә була ekan. Это уже однозначно, это ясно. Только кабинется түркләр. Mana turklar bilan nimaga men har doim gapiraman, ненавижу их. Urushib ketdim unda. Turklar зазнались. Тоже зазнались в своей половина жопа в Европе, половина где-то там в Африке degan kebek зазнались. Turklarda зазнались. Им тоже мы дадим kekirdagini ushaymiz hali ularni ham. O'tirtamiz hali. Они присядут к нам, придут, припляшут. Мы к ним не пойдем. Alloh saqlasin. Turklarni vassali o'zi yugurib kelayotgan ishlarga kerak, turklarni. Никогда к ним идти не надо. Потому что biz самодостаточный kishilar. Урыслар ведь самодостаточный свою ищет. Bizda самодостаточный kishilar. Boshqirt da, tatar da, qozoq da, o'zbek da самодостаточные. Bizda тоже ulug' kishilar, ulug' degan butun aybilarni chiqargan kishilar bizda da chiqqan. Turkiyadagina tugul. Поэтому kikirdagidan unaqa odamlarni o'tkazish kerak. Чтобы они не кабенились. Takabirlik, kibrlik у них не было, вот этого высокомерия, ни грамма. Вот это нужно присягать сразу, чтобы говорить, ну-ка, Эрдоган, почему у тебя народ кабенится против нашего народа своим ебаным языком турецким? Почему он не хочет понимать меня, татарина, узбека, почему он кабенится, не хочет меня даже услышать, не понять меня? Примерно вот эта логика должна идти с нашего населения. И это громко надо говорить об этом. Чтобы они прислушались. Мы же, вот мен иногда, наверное, татарша нық тез сөйлегенімде, может, қазақтар да мені аңламайдыр. Но можно же тихо говорить. Можно же тихо произносить слова, и ты поймешь, услышишь, и ты узнаешь свои какие-то одинаковые слова и в турецком. Конышырға, конышмасқа. Поэтому, когда турки зазнались, я же 2 раза в эту тему зашел, в Европу.
Первый раз, блядь, не понял. Во второй раз уже я понял, что они зазнались. Вот особенно в Германии я был, и вот здесь во Франции. И чтобы вот этого не было у нас, мы должны держаться вместе. Это вместе кто? Татар, башкирт, казах, узбек, кыргыз. Примерно вот мы должны держаться вместе. А вот эти зазнавшиеся должны пока, как говорится, понять, почему они зазнались. Потом уже мы без оларга присягать не будем, блядь. Они безга пусть присягают, нахуй, если надо будет. Примерно так. И тут не должно волновать, блядь, в Турции в оружии собордып, Рафис Кашапов постоянно мне мозг выносил. У Турции, говорит, оружие есть, поэтому мы должны присягнуть Турции. Нихуя. Нихуя. Башкортостан, Татарстанда да любой момент может появиться оружие. Она говорит, охшагана кирак. Я по жизни, вот, так скажем, торгаш. Любой нарцана сотов аларга можно. Почему есть донаты? Почему украинцы, думаете, что? А у них что, было заводы оружейные? Ни хрена. Вы сами же говорите вот здесь в новостях везде, что Украину лет 10-20 Россия разворужала, чтобы напасть. Оны бит инде әйтеп үтелде, бүтін ТикТокта бүтін чайниклар сөйлей аны. А потом ана хәзер җиңел вакытта оны сигергә уйлады. Инде нема булыпты? Хәзер инде они умаляют оружие у американцев. Видите, как получилось, да? Стыдно, да? А так в Украине до хрена чего выходило раньше. Но все заводы накрылись, обанкротились, потому что государство развалили. И Крым был нищим при Украине. Я это видел сам в 2014 году, когда к родственникам поехал. Через паром, блядь. И не нужно говорить, что здесь Украина не смотрела за Крымом. Нихуя не смотрела. Я это тоже могу переспорить. Нищета была, блядь, в Крыму. Но зато цены были низкие. А вот как пидорасы русские зашли, сейчас все дорого. Все, блядь, перестроили там, блядь. Миллионы вбухали туда. И все дорого теперь стало. Невозможно жить там. А зарплаты такие же, блядь, 10 тысяч рублей, блядь. Понимаете смысл? Разницы никакой нету. Лучше бы они жили бы в этой нищете, с Украиной зато. И все им было нормально. Потому что цены были низкие. Вот так вот. Поэтому разные события, разные вещи люди нам врут. И в Крыму врали русские, и в Башкортостане, Татарстане, и везде они врут. А чтобы вот из этого вранья нам выйти, нам нужно каким-то образом, блядь, собраться. Собраться. Почему именно должен долбить этот Руслан Габасов откуда-то вылез? Я откуда-то вылез. Почему мы должны об этом говорить, если Башкортостанда, Татарстанда укыган кишилар бар? Как говорят, oli ma'lumotli odamlar bor. Qani shu odamlar? Ilmli odamlar. Укыган, блядь, аграрный университет, Башнефть, блядь, все это закончили. Где эти ублюдки? Где они вот здесь должны, блядь, вести нахуй народ, блядь, против Москвы? Где они? Почему мы, блядь, какие-то Саула, блядь, нахуй, должны это поднимать вопрос? Как будто, блядь, прям это нам надо. Как мне один, блядь, друг, имя даже скажу, может, когда-нибудь он услышит, блядь, Марат его зовут, блядь, из Казани. Татарин из Казани. Такой, Белоснежка, блядь. Айтишник, блядь, ебаный. Он мне говорит, уехал, говорит, күтіңні қысып утыр, блядь, шунда, блядь, Европаңда. Не вылазь нахуй, деди, меня. Не вылазь, деди. Он мне сказал. В то время еще я общался вот этим Рафисом Кашаповым. Я ему копирнул это все, ему скинул. Ну, я... Мен айттым, мына бұл сені татарың дедім. Татарстаннан, мен де Башқұртстаннан, если на то пошло, моя хата с краю. Мына мені достым, бәлекей шақтан түгел енді, но с московских времен. Мына шундай хал дедім. Он сказал, чтобы я не лез
и в тряпочку молчал, типа, и как бы и я не на правильном пути. И то, что он, Татарстан будет с Россией, он ответил мне, и всегда будет с Россией. И нехрен это ковырять, деп мені сүгіп язды у меня. Ну так, сүкпады енді, но вот примерно так к этому подвел, что я не на правильном пути, оказывается. А мен дедім, аңнадым сені, Марат, дедім. Все понял, дедім. Шунардан соң я больше начал топить, блядь. За то, что, блядь, нахуй, вот такие ублюдки в Татарстане, блядь, среди моих даже друзей и родственников, блядь, вот это есть мразота. Меня оларны жәл түгел. Мына, если Алла берса біздің қолымызға құрал тұрсын, мы войдем все равно, рано или поздно, единомышленниками, зайдем мы туда. Вот таких людей надо будет как-то пресекать. Их не нужно будет жалеть. Тупо, как наказание, как он сказал, я люблю Казань свою, я люблю Татарстан, но против русских не пойду. Вот, значит, надо будет их выселить. В тюрьму не надо их сажать. Просто тупо их надо выселять. Выселять с Татарстана, чтобы духа ихнего не было в Татарстане и в Башкортостане. Это будет наказанием. Потому что Крым татарларын, чеченларын же выселили в чужую землю. Вообще, чужому народу. И также этих ублюдков надо выселять к русским. Как вам тема? Пусть нахуй бздуют туда, потому что они возомнили, что татар, блин, башкорт это никчемный, а урыс авторитет. И поэтому этот татарин с Казани не может выйти против русских, потому что он, как говорится, боится или, как говорится, он хочет жить с русскими. Потому что он же айтишник, у него все нормально, у него все чики-пики, зачем ему что-то делать и так далее. И он мне говорит, давай отстань от Татарстана, не лезь в Татарстан. И все. Что-то у меня один YouTube накрылся. Вот примерно так. Да, жауап тастайды, тюрьму, конечно. Всегда везде с аула люди двигаются. Бауырымсың, Татарстан ба, ел ме, Башқұртстан ма? Мен Башқұртстандан. Аз ғой халық не істейді, енді РФ босып тастайды ғой. Башқұрт. Мас орыс өзі қолайды. Но урыс, мында вот именно урыслар үзләре югала дисәк, вот именно үзләре югалмый шул урыслар. Почему? Потому что урыслар югалуы, я вам скажу, это очень такой момент, что оларны подогревает так, один, короче, эфир придется закрывать, потому что что-то с ним произошло, наверное, интернет пропал или что? Что-то произошло иногда. Так. Да, вот так вот. Умутпай по-казахски не забывай. Умутпай. Умутпай по-казахски не забывай. Вот. Бізде унутмай. Унутмаска. Унутмаска. Сізде м на урна бізде не, а остальное почти одинаковое. М, не. Шунда буквалар меняются. Так, что-то произошло. Сейчас перезагружу. Короче, один у меня YouTube накрылся куда-то. Ва алейкум ассалам. Шундай хал. ТикТокта 4 киши, мында 3 киши. Ну, если, не знаю, сейчас кто есть там. Да, Айсен никуя не Айс. Вот шунай там бетинда. Вот именно. Айсен тоже. Откуда он вышел, тоже я его нашел. На всякие новостиларга кіре башлагаш, шунда гана увидел. Айсена увидел как-то. Вот эту Фариду Курбангалееву. Вот там начал видеть. Потом вот этот Руслан, про Руслана, да, говорили? Который
Руслан, который, блин, Валеев, Руслан Валеев из Германии, который ведет канал Аспекты, журналист Аспекты. Ну, Аспекты Башкортостан. А как они вели-то? Они же внутри вели это. Понимаете, оно до сих пор ведется же изнутри где-то. Эти аспекты ведутся Башкортостана эшенен. Получается, они между Русней и как будто бы под каким-то соусом независимость Башкортостана. Но нет никакого независимости Башкортостана. Они просто обычные, вот это как ну так скажем, новости. Как обычные новости, которые просто от государства. А именно он осты, именно вот это Муртаза Рахимовна, племянница с, вот не знаю, потом я почитаю, имя я не помню, Рамзияма, вот ее, короче, канал это, Аспекты. Потому что, если вы помните, Муртаза Рахимовна, он, да, ведь наворовался, а потом чухнул в Австрию, что ли, в Австрии он живет. Как его зовут, не знаю, Рахимов Киндеринде. Что Муртаза Рахимовна улы. Эллеким. Не помню, как зовут. Я как раз таки с армии, когда вернулся, жил возле егошнего хаты, короче. В центре у него была хата, вот это апартаменты этого сына Муртазы Рахимова. В то время, что, еще Муртаза был, что ли? Наверное, Муртаза был в то время, я не знаю. Ну вот. А потом уже он что-то там сказали, что-то, и он свалил, короче, в Австрию. Ну, короче, хапнул кусок пирога и свалил. Примерно так, да. Шулай. Да, один эфир у меня что-то потерялся. Шундыхаль. Ну, можете этот вопрос задавать, если что. Я здесь. Так. Чуть-чуть вот почитаю, вот за этот монашул, забыл этот. Почитаю вам комментарии. Трансляции, что произошло, я не знаю. Час 47, короче, трансляция, что-то произошло. Сейчас я его до ума доведу. Этот, получается, вырубился именно вроде бы он. Так, эфир. Салям. Так, 9. Так. Я где живу? В этом, Европе. Так,
Если медленно, то казахи понимают татар-башкир. Ну, шуны айтам бит энди. Можно понять легко. Порой вы думаете, мен башкир тілін, если говорят, я, думаете, не пойму, что ли. Я тоже не пойму башкир тілін, если они быстро говорят. А так, ну, башкир тілі, білмеймін, 99% татар тіліне ұқсайды ол. Его хочешь не хочешь поймешь. Проблем нет вообще. Потому что башкир тілінде даже көбірек өзбек тілі бар. Вот башкир тілінде ата, ана деялар бит инде, а татарчада олай демейлер. Башкир тілінде айталар ата, ана, мына көбірек шулай башкир тілінде там это разговоры такие. И плюс, конечно же, буква Х, вот это теге хаума, мына шулай на букву Х там, үфі, там, татар тілінде более так, так скажем, неискаженно слышно, а башкир тілінде оно идет вот так, так скажем, размазанно. Ну, тіл шундай енді, нешесінде. А татар тілінде внятно слышно, каждая буква внятна, а башкир тілінде буквалар невнятные. Поэтому как бы его тяжело уловить. А татар тілін уловить легко, потому что он вообще там на узбекский похож. Я же говорю, если человек сам даун, если он даун, вот как турки, он любой язык не поймет. Вот, допустим, не быть этим, так скажем, пиздоболом. В Норвегии, когда учили мы язык, там идет музыкальные, ну, вообще школы там вообще мне понравились. Когда ты учишь язык, там идет музыка тугленда, имеется в виду аудиоуроки. Вот разные уроки, аудиоуроки, где-то 3-4 сағат оқырға барасың бит енді. И аудиоуроки. И шул аудиоурокта сен ишетәсең норвежский тілні. Нәрсә ишеттең, шул нәрсәне яз дияләр алар. Как бы диктант. И укытучы утыра, а сен ишетә, ул куя пластинка. Ну, как такие европейцы, они ставят не кассету какую-то, а пластинку. И там начинается пластинка вертеться, и там, допустим, на норвежском что-нибудь говорит там hello, там, и ты пишешь там hello, what is your name, там, терем-терем, и семенкем, начинаешь, да, что-то в этом роде. Вот так вот. И ты начинаешь писать. И вот если ты даже вот это неправильно пишешь, то, что ты там слышишь, хоть на другом языке, ну ты реально даун, короче, да? Есть такие. Слышат и нихуя не может записать, что он слышит. Но это же пипец. Вот поэтому, как говорится, то, что ты слышишь, хотя бы ты должен написать его. А потом ты можешь понимать любой другой язык. Таким образом можно стать, может, наверное, каким-то этим даже полиглотом. Вот так вот. Так. Ну да, один закрылся эндомин, короче. Ну, второй пока идет. Да, на другом канале что-то вырубилось, что-то произошло с интернетом или что. Или как кто-то мне писал, звонил. Надоедают вот так в этот момент. Брат, надо акынов на свою сторону тянуть. Ну, я не знаю, как тянуть их. Мына шараға башым қатқан менің. Мына бетінде айтам бетінде кішілерге, давайте язылығыз туда-сюда, давайте будем распространять. Мына только қазақтарға рахмет. Айтам бет, башқұрт білен татарны я не могу пинком, я не знаю, ызбасынан қуып шығарыға керек оларны. Подписаться не могут. Это как можно не подписаться? Даже ладно, не подпишись, ты хотя бы просмотри, даже подписчиган керегі жоқ меня. Ты хотя бы кіріп шуны менекеннен скоперни и раздай кому-нибудь там по WhatsApp, по Телеграму, ВКонтакте, куда-нибудь распространи хотя бы. Если уж на то пошло, Аллах Таалям айта бит, хотя бы яхшы ишни распространи ты. Қолыңнан бір нәрсе келмей екен, хотя бы распространить қыл ашыны.
Хотя бы ушинан, может, когда-нибудь там за это, как говорится, тебе Аллах Та'алямдан милость подойдет. Но они даже и это не могут делать. Я так понял. Потому что, знаете, вот люди, которые не заинтересованы ни на чем, ни на развале, ни за то, что они умирают, и этим людям тяжело что-то объяснить. Очень тяжело. Люди, которые мнимо живут, что они вообще, блядь, живут, ну, таким людям ничего, я думаю, не интересно вообще. Примерно так. Если бы люди жили бы какой-то целью, допустим, цель у них там, допустим, избавиться от русни. Вот наша цель – избавиться от русни. Они бы, наверное, жили бы этой целью. Но если у них цель такая, что да, вот я сейчас сегодня побухаю с русней, на дискотеку схожу там с русней тоже. Нормально, мы же живем нормально. Зачем нам, как говорится, бастовать против них? Зачем нам саботаж внутри этого, получается, так скажем, круга? А так этот круг их не дерьмовый вообще. Но оларға теге нәрсе айталар бит инде, сүттән килмәгәч, башка жердән килми инде аларга. Ул, наверное, сүттән керергә тиеш. Анасыннан. Анасыннан кермәгән нәрсә кайдан инде? Инәсеннән кертәбез, что ли? Аны откуда заведем им, блядь? Поэтому, наверное, даже порой иногда я думаю, еще не родился тот башкирт или татар, который будет против русни топить. Пока нет, наверное, таких. Надо еще ему, наверное, родиться где-то там. Не знаю. Какой-нибудь батыр туылырға тиеш. Подобие Салавата Юлаева там, примерно вот такой, который реально за свой халк мог бы бороться. А біздікілер бит өзіміздің халықны даже не ценят, не ценят. Если даже на то пойдем, я же уже до этого говорил, где-то постоянно говорю, как моя жена. Почему я развелся? Как говорится, это не сенсация. Она мне просто сказала, езжай на войну. Если заберут, езжай, 200 тысяч будешь зарабатывать, деда. Меня там что-то рехнулось. Ну что ты же не мужик. А, ты трус, типа, ну и пошло-поехал, короче. А, ты, типа, этот, дезертир, типа, предатель Родины. А ол, оказывается, патриот екен. И она поэтому осталась Россияда. Манашунды хайванские мышления, блин, как ты можешь дальше что-то еще газовать, да? Как ты можешь газовать за то, что русня это классно, а вот Украина это плохо. А когда не было, вот сейчас YouTube перегрузился, короче. Каждый час перезагружается. А этот просто потух, короче. И вот, когда еще мобилизация не начиналась, были разговоры о том, что в Мариэль вернулся солдат из войны. Ну, откуда это она, блин, мне вычитала, я не знаю, откуда она это услышала. Типа в Мариэль вернулся солдат, которому, типа, по ее словам, украинцы отрезали яйца. Вот что-то такое, блядь, несла она. И в итоге, короче, теперь я понимаю эти слова. В каком понимании? В каком ракурсе это было? Если... И потом он сам себя убил из-за позора. Там, в Мариэле. Мариец. Если это была правда, то я теперь понимаю, почему башкиртны в прошлом году привязали на дерево и били русские. Получается, значит, вот эта русня, это отрезала ему в армии свои же, а не украинцы. Получается, свои же кастрировали его в армии, издевнулись. Наверное, он, наверное, сказал, я не пойду там умирать. И его вот так сделали. И он потом вернулся инвалидом домой и сам себя убил. Если это не пиздеж, это реально мне говорила вот она. Может, когда-нибудь она увидит мой эфир, блядь, услышит свои слова.
Вспомнит. Вот такая тематика. Марийцу отрезали яйца в армии. И он потом повесил себя. Или там убил себя как-то от позора. И вот этот человек, получается, мне говорит, почему я в армию не пошел. Убивать украинцев. Как я потом вот с таким человеком, с матерью моего ребенка, я должен жить? Да я пиздец это. Я сейчас вообще порой даже охереваю, вспоминая о ребенке, что вот такая мразь воспитывает моего ребенка. А таких до хрена. До хрена в России, блядь, и татар, и башкиртов, которые своих мужей окша үшін жибера Украинага. Окша үшін. До такой степени низкопавшие, блядь, нахуй. Это женщины, которые своих мужей продают за деньги. Ну, это, грубо говоря, проституция в военном образе. Проститутки, блядь, нахуй, с ружьем, блядь. Которые поехали ради своих жен зарабатывать деньги на крови украинцев. Потом еще украинцы их жалеют, берут плен. Нахуя? Ебашьте нахуй, украинцы, этих гондонов. Ебашьте нахуй. Геморрой вам зачем нужен с пленными, блядь? Да, базара нет, вам надо, чтобы азовцев вытащить. И других пленных, которые, блядь, гнобят в российских тюрьмах, блядь. В подвалах. Из-за этого, если башкирт, блин, татар воюет, ну, значит, это все опущенные. Если мы по тюремным жаргонам будем общаться, блядь, чмурье, блядь, опущенные, ниже плинтуса. Получается так? Башкирт, блин, татарны опустили, чтобы они пошли, забыв свой народ, пошли, блядь, в армию умирать. Вот как можно, блядь, обосновывать тогда эту речь? А который мне пишет, вот до этого писали в Ютубе, какой-то хуеплет, блядь, всяко слушает, наверное, сейчас меня. Типа, я, оказывается, матерю башкир, блядь, татарну. А как с вами общаться по-другому? Че вы, блядь, какой-то, блядь, невъебенные, что ли, вас не материть, блядь? Мне кажется, вы уже, так скажем, матери, не матери, вы уже не доходит вам. Разницы нету у вас, понимаете? Всегда фишка в том, что свою опущенность вы даже признать не можете. Отнекиваетесь, то, что вы опущенные, вы доказываете то, что вы рабы. И идете дальше, но вы в том, не можете признать, что вы опущенные. Вы как будто не опущенные, но в опущенном виде идете. Как вас можно, блядь, не знаю, как интерпретировать вас, блядь, нахуй, по-другому. Просто не вижу вот этого, наверное, вот даже, пусть даже не в нации дело, блядь, в самом человеке, в самом, башкир татарны үзінде юк әзгене болса да, блядь, какой-то, блядь, самозащиты. Бля, я вот этого не могу понять. Сколько вот Майкл Наки говорит об этом, блядь, и другие говорят, что вас в окопах, блядь, там чмырят, в армии вас чмырят, на дерево привязывают, так. Почему сіз шунарга даже не аукаетесь? Почему вы не встаете против этого? Почему вы, блядь, не берете ружье и комбатов не стреляете? Если сіз, блядь, мужиксыз, нәрседен сіз қорқасыз, блядь, барыбір өлесіз. Сіз уже анда кеткенсіз өлерге. Сіз нәрседен қорқып отырасыз? Мен шуны аңламаймын. Сіз меңа шуны аңлатыңыз, блядь, немеге сіз қорқасыз? Немекей сіз білән, блядь, болды? Кстати, немекей деп башкортлар сөйләшә шулай. А татарларда неме, нәрсә вообще. Неме по-узбекчә. Немекей деп башкортлар сөйләшә. Немекей, балакай.
Примерно вот так. Нәрсәгә башкортны, татарны гурырлыгы в один момент исчез. Исчез он в таком положении, что каждая русская тварь в армии чмырит башкорт, блин, татарна. Почему? И не нужно мне говорить нахуй, что такого не было, блядь. Почему башкорт, блин, татар не может выше стоять этого даже в этой чертовой армии, где вы умираете? Почему вы там чмошники? Объясните мне. Почему вы вот этим русским даете управлять вами? Потом вы с гордостью едете, ой, блядь, мне медаль они дали, блядь. И в жопу отымели. Вы вот такой лозунгом едете домой к женам, блядь. И жены вас встречают. Жир, блядь. Орақы, блядь. И шунардан соң сіз меня еще хотите доказать, что сіз мужиклар, ирлер, ирлігіз қойда, ирлік деген нәрсе қалмаған анда, блядь. Шүплік, мусор, блядь. Если даже вот так вас, не осуждая, блядь, не обсуждая вас на публику, блядь, если вы даже сейчас не можете подняться, блядь, ну, получается, реально опущенные, блядь, по тюремным жаргонам, блядь. Значит, ваше место на очке, блядь, в обезьяннике, в любом. Хоть в Казани, хоть в Уфе. Получается, значит, петушатники, которые просто могут кукарекать нахуй против Украины, а против Путина не можете кукарекать. Почему так? Это каждой нации это относится в России. Кстати, чеченгада, дагестангада. Пиздеть тут нахуй не надо. Кадыровцам и всякой поеботиной вот этой нахуй. Ахмат сила, блядь. Кутаром, блядь, сила, блядь. Всем это касается, блядь. Чмошники, блядь. Путинисты, блядь. Алауддинов этот, блядь. Фамилияң, блядь, нема deyapti? Алауддинов. Ты за свою фамилию даже хотя бы, блядь, нахуй. Постой, блядь. Позор твоему, блядь, прадедам твоим, блядь. Если твои прадеды Аляуддинова, блядь, знали бы, что ты такой чмо, блядь, нахуй, наверное, бы не родили бы тебя, нахуй. Пидорас, сказали бы, родиться, блядь. Не говоря о Кадырове, блядь. Да, каждого касается, нахуй. С Якутии, нахуй. Тува, блядь, до угла Чечни, блядь. Всех касается, нахуй. Крымских татар, да ведь, просто так, нахуй, захватили, блядь. Просто так, даже войны не было, нахуй, блядь. Просто забрали. Вот где такое, блядь, видано, блядь? Это что за нахрен, блядь? Шунарга bilmayman do'stlar, bek og'ir hal endi. Bu bek og'ir hal. Men bilasizmi, mentaga mana diskussiya vedu o'zim rahatlanmayman bet bulardan. Siz o'ylaysiz men mana oqirib sulyapmanda men rahatlanaman deb o'ylaysizmi ekan? Men bu yerda rahatlanmayman вообще. Bunda rahat degan narsa yo'q. Bunda позор bor. Вы думаете, что, мне не стыдно? Говорю я об этом, мне не стыдно, думаете, что ли? Мне позор, не то что стыдно, блядь, нахуй. Позор, что мен өзімні халқымны, башқұртны, татарны теряю и не могу поднять. Любому своему народу, человек, который прется, вот даже вот те же вот Пушкины, писатели, все, которые писали о чем-то, да ведь? Они же просто так не писали. Bütün mana narsakaylar, sug'ushga borgan, bütün 41-45 da sug'ushga borganlar, pisatellar, butunisi mana kimlar yozgan, shi'rlar yozganlar, butunisi bitinda narsalar, yozuvchilar. Ular bit просто так ona yozmagan, для прикола. Bu bütün ayberlar, so'lashuvlar, bizning angamalar olib boruvlarimiz prikol uchun ishlanmaydi bu.
Bu monoxoliq toshbosh bo'lgani uchun ozgina ko'zini ochaman deyapman, oz bo'lsa ham. Shu odamlarning ko'zi ochilsin. Нет, ни хрена, блядь. Ни хрена. Я вот этого поражаюсь. Мне обидно. Обидно то, что мой народ не может понять. Рядом казахлар это поняли уже 1000%, что здесь как что-то не то, блядь. А Башкортостан, блядь, Татарстанга все, блядь, все похуй, блядь. Они типа, блядь, мы не понимаем. Типа вот в таком понимании, понимаете, вы себя ведете сейчас. Из-за этого я считаю, что вот этот весь катаклизм, который в вашей голове в данный момент, это дает тому скачок, что урыс bizni xalqni просто так истребляет. Рахатланып, mana u рахатлана. Да, еще на цепь зацепляют, в яму отпускают, швабру в жопу толкают. Да, на бутылке, как мне же пишут, типа они на бутылку не сажают. Типа голубые в Европе, а оказывается там у них нет голубых. Да все, блядь, тюрьмы, блядь, Кадырова голубые, блядь. Которые на бутылку сажают чеченцев. И что-то мне, блядь, сказки будете рассказывать, нахуй. И не надо говорить то, что такого нету, блядь. Лично чеченларны үзүннән ишеткәнмен. Лично, что Кадыровлар делают такие дела. Что там с выборами, как говорится, да, 82% нахуй, как этот озвучил. 82%, а Руслан Габасов ожидал 75%. А там 82. Хуякс, блядь, 80. Да, блядь, 99% даже болсын, блядь. Бу аңгыра халық, ол выборны бар аңнамай ол, блядь. Что там было, нахуй, да ведь? Главное пойти, нахуй, и галочку поставить. Непонятно, да? Кто, блядь, нахуй Хабирова выбрал, блядь, на 82%? Кто выбрал, блядь, его? Да, вообще я не могу понять вот этого, блядь. Кто выбрал Хабирова? Вот так вот. Тут комментарий вот читаю. Бро, ты прав, 100%. Продолжай в этом духе. Чтобы выйти, то сначала объединиться надо. Все тюркоязычные страны должны объединиться. Ты подожди, это к этому идет. Деген бірісі. Шулай yazgan. Uzbek yazgan. Men sizni kanalingizga yozildim. Fikrlashingiz musulmoncha va ozod turkiy millatlarga xos. Salomat yuring va ishlaringizga barakat. Rahmat. Rahmat. Вот, понимаете, есть которые адекватные, которые реально подумают, послушают. Bir kanalimni videomni qarag'iz, ikkinchi videomni qarag'iz. Anglag'iz, mana мысль к чему? Men kishiga bir zararim yo'q. Как Alsинов сказал, qora xoliqqa. Alsинов bechara o'tiribdi shu so'zlarga, qora xoliq deganiga. Понимаете? А я наоборот, mana shu qora xoliq shu dunyoda az bo'lsa ham kishicha yashasin deyapman. Чтоб осознали, что ularda kishi, boylargina kishi tugul, bizda kishi. Как сегодня вот один кусочек фильма увидел, американский, тоже в телеграм-канал свой закинул, такой ролик, ну, из фильма вырванный, как в Америке издевались над черными. Ты, говорит, черный, я тебя не пущу. А он, оказывается, там артист или что-то, он должен выступить, там его 400 людей ждут. И вот эти 400 людей ждут, он сказал, а его 4 друга белых ждут.
В итоге, короче, он Нарсякай сказал, все, я уйду, я жрать даже не буду, типа, да, что-то. Он ушел. Получается, Америка дошла мыскыллау болған. А хазыр нәрсе? То же самое, только чуть-чуть в другом флаконе. Бар урыслар, бар башкортлар, татарлар, узбеклар и башка халык, алар кара халык. Просто он реально кара халык. Как он называет его там кара халык плохим словом на букву Н. Не буду уж произносить здесь. Африканец. Африканца унижает. И после этого в этой узком мире, если башкир, татар не унижен, по-вашему, не унижен, то мин тогда, балерина, как в тот день один сказал, этот. Если вы не униженные, туганлар, значит, я балерина, ё-моё. А шунарга, что вот эта униженность вашу донести вам, я пытаюсь вам доносить. Мына ютубта, тиктокта, бүтін жерде айтам. Нәрсегедір халыклар, башка странадан аңлыйлар, аңгыра башкорт белән татар шуны аңламый. Вот здесь у меня зацикление идет. Позор это, вот этот момент и позор, то, что были такие комментарии тоже наглые, узбеклерден особенно. Сен өзіңні башкортыңны, татарыңны башта тазалап алген, а потом на нас что-то говори. Даже я и это готов проглотить, блядь. Просто я таких блокирую и все. Я онарга да готов проглотить это дерьмо, блядь. Высказанные каким-то тоже непонятным, так скажем, человеком. Но, с одной стороны, улдырыс это. Нәрсәгә башкорт белән татар не может это понять. А такого до хрена. Таких мышлений до хрена. Но Заки Вали Туган кем буян? Заки Валиди, ну, Заки Валидины по-разному говорят, битин. Заки Валиди, Заки Валиди. Ну, вроде бы тоже за Башкортостан, а потом кто-то... История переписана. Кемдер айтабитин за Башкортостан? Само собой за Башкортостан. Но потом что-то там с русней кто-то снюхался, говорит. История непонятная, кто за кого топил. Поэтому безга как бы какие-то непонятные моменты, я думаю, лучше не использовать, потому что безне тактика именно поднять башкорт белән татарны. А Заки Валиди это что-то непонятно, чья марионеткой была она. Но я где-то выставлял в своих каналах, что Заки Валиди там кемдер и терпчигарган. Ну, примерно его можно, может называть как вместе с Салаватом Юлаевым там, примерно. Халык үшін там күрәшкән туда-сюда, может, можно говорить об этом, но непонятно. Шунарга непонятные вещи я не лезу, потому что вдруг я вру. Может, я ложную информацию говорю. Поэтому мен білгенімні сөйлей, білмегенімні не хочу говорить. Потом, Салават Юлаевтан уннан яхшысы жоқ барыбір. Потому что Салават Юлаев это наглый пример, который борец против русни. Наглый пример. Все. Вот если мы от него будем отталкиваться хотя бы, нам не надо миллион людей отталкиваться ото всех, да, ведь не так ли? Шунарга бізге хотя бы бір кишиден отталкиваться қылайлық, чтобы Салават Юлаев был нашим приоритетом. Значит, хотя бы надо нам, похожим быть на него. Онарға ведь ушаған киши югали. Онарға ушаған даже, так скажем, дәулет юг бізде. Чтоб народ был, как говорится, таким, для этого нужно как-то бороться, чтобы давлятки. А безне давлятты безне даже они не хотят признать башкорт белән татар. Они думают, что они в свободном Башкортостане живут. Ни хера. С русней у нас нет свободы. Вот это, если мы поняли бы, как Путин говорит, идентичность свою. А мы забыли свою идентичность, потому что башкортлар шашилген, онда, мында, мен койда гана танышмадым башкорт кызлары белән. Я уже устал засекать, где они живут. Большинство все живут
Shilabida narsagadir. Shilabida menda da tug'onlarim yashay. Вот Boshqirdistonda boshqirt yo'q. Butun boshqirt qo'yadi ketgan, Sibirga ketgan, onda ketgan, bunda. Блядь, siz ketgansiz ekan, yarar. Ну, какого хрена siz boshqirt tilini bilmaysiz, блядь? Boshqirtcha so'lashingiz, блядь. Ketgansan ekan, qaytib kel nahrin Boshqirdistonga. Тогда, если на то пошло. Mana bir kishi menga yozsa, Boshqirdistonga qaytam deyapti. Туда-сюда мне пишет вот человек. Есть же адекватные, которые возвращаются. Meni-da tug'onlarim Tatar boshqirtlar ketdilar Sibirga, qaytdilar bet обратно. Даже biz O'zbekistondan keldik Boshqirdistonga. Если на то пошло, biz O'zbekistonda могли бы жить. Получается, значит, тут идет именно такой циклизм. Kim yorata o'zini jirin shu qayta. Kimga похуй, он даже не то слово qaytmay, u kurashmaydi даже o'zini tili uchun. Tili uchun kurashmagan xalq u уже unutgan degani u o'zini идентичностью. Нет у нас идентичности башкирта и татара. Его надо искать где-то, надо рыть, блядь, в окопах, блядь, в этих. Похоронили они, блядь, на Украине. А до этого в других войнах француз сугышларында и еще Кыргызда и башка сугышларда до хрена. Күмелгән шул безнең ата-бабаларыбыз шунда. Шунда үлгән уже башкиртны гырыф гадәтләре. А хәзер остались манкурты, одни манкурты, семьями манкурты они. Так называемые башкиртлар, татарлар, а в идеале они манкурты. А вот мы пытаемся найти внутри них нормальных, которые реально подобие нас будут топить. Вот где они? Почему не выходят на эфиры? Почему они не говорят об этом? Вот меня это пипец, короче, раздражает. Просто ужасно. Меня просто, не знаю, плачевная такая ситуация, что безнен балық aytalar bit boshdan shiri. Shu bizni boshimiz shirigan shekilli. Bosh qurt. Вот именно boshimizda qurt bizni. Ни хрена не волк это, а qurt. Qurtlagan bizni boshimiz bilan. Urus bilan. Урус bizni boshimizni qurtlatgan. А чтобы из этого избавиться, это дебилизма, пытаемся отрезвить вас. А вы идете все равно зомбоящики смотреть. Вам не интересно даже эти каналы продвигать, там даже посмотреть, да вам не интересно даже, ладно, не меня, Руслана Габасова хотя бы. Почему у русских по 5 миллионов в каналах подписаны, а у Руслана Габасова еле как 12 тысяч? Почему? Чего вы до такой степени боитесь просто так галочку нажать ему, подписаться? Нәрсә синнән китә? Акча сорамый ул. Мин дә акча сорамыйм. В чем проблема-то ваша? Ярар даже комментарий язмагыз. Сәлам да димәгез. Хотя бы кирип кара нәрсә без сөйлибез. Ишет, аңлат шул солдатларга китәткән Башкортстанга, без бит анда түгел, сез кырда. Siz bit onda jiyasiz, блядь, улеп, блядь, вот это Оскан районындагы группа, блядь, бар. Әле давно не заходил туда. Сегодня, может, время будет, зайду. Посмотрю и скрины позагружаю вам. Оскан районындан, блядь, күтін йыртып, акча жиеп, әлләнде уазлар, әллә нәрсәләр жиялар, блядь, сугышка жибәрәләр. Зачем? Зачем, блядь, помогать? Умирать, точнее, не то что убивать, вы помогаете умереть своему башкирту и татару. Башкортостаннан, Татарстаннан. Вы помощники смерти. Пиздец, блядь. Даже смерть, которая с косой, она охуевает, наверное. Блядь, эти люди долбоебы, наверное. Ржет она, блядь, нахуй. Они, говорит, сами себя убивают. Прикинь. Представили, да? Шайтанлар рахатлана. Шайтанлар даже... Шайтанга ведь даже, блядь, делать, блядь, нечего, блядь. Вы шайтанга хотя бы эш калдырыгыз, блядьлер. Если на то пошло, блядь.
Аузубилля. Тупорылые. Вы же, блядь, работаете, блядь, за вот этих, блядь, чертей, блядь. Притом бесплатно. Вы-то работаете бесплатно, солдату говорят 200 тысяч. Но он, блядь, эти 200 тысяч я күрмей. Потому что ол уля, бір айның ішінде уля ол. Шунардан соң мен білмеймін, не файда бар. Оларға, блядь, ярдәм беруге. Мына шулай екенде, халық, мен инде аңладым да, нәрсәгә җәһәннәмдә халык тоже күп була. Мана шундый ташбашлар җәһәннәмдә була да инде ул. Которые помогали, как мына Коръәндә бит бар бит бер аят, который дядя безнең нәрсәкәйне, пророкны, который на шее что-то и преподносит дрова. Хатыны будет таскать дрова. Абу Лахабу нәрсәкәй таскает дрова. Вот вы то же самое. Представили? Теперь представили, что Коръән, альхамдулилля, язылган сколько лет назад, веков. Аллах Тәгалә безгә килгән, и шунда шул пример бар. И сез как раз таки этим действием занимаетесь. Подтаскиваете дрова мобилизованным, чтобы они хорошо горели в аду вместе с вами. А у вас на шее колючая проволока Путина, которая заставляет это делать вам. Поэтому я считаю, что если вы до такой степени никчемные, хотя бы тогда начните обращаться к нам. Мы вам поможем. Мы готовы помочь бесплатно. Без акчада сурамыйбыз. Просто встать в наши ряды. Мы попросим. Или дома сидите нахуй. Главное, күтегезне кысып утырыгыз. Чыкмагыз урамга. Чыкмагыз көчеләргә. Баш сыгып. Аракы белән танцевать итеп башыгызда. Чыкмагыз. Үйдә генә утырыгыз, авылда. Авылда яшәгез, шәһәрдән дә авылга кайтыгыз. Авылда кеше бетте, блядь. Урыс тулды авылны, как говорится. Кеше юк авылда. Развивайте авылларны. Шәһәрдә бук бармы? Компьютер чыгып утырасың да. Авылга кайтыгыз. Авылларны күтәрегез. Фермалар ачыгыз. Мал туар. Менә эш күп. Сугышып йөриләр. Понимаешь ли? Сугыш белән эш бетмей. Кеше генә кәмәя. И наши места будут заселять другие народы. Потому что Аллах Тәгалә обещал это нам. Будет заселять нас. Атиллалар үтеп киткән җирләрдә без яшәябез. Кем генә үтеп китмәгән безнең җирдән. Без шуларны рухыга дуа кылмастан без идем, как говорится, как марионетки куда-то. Путин сказал туда-сюда, налево-направо, шагом марш, упор лежа принять, отставить. Вот примерно вот так. Мал багындар, мал жанандар. Шуны айтам. Шунарга я считаю, что каждый башкорт, себя уважающий, татар, аңларга тиеш. Что без хакны сөйлибез. Без хак юлдабыз. Сез хак түгел юлдасыз. Наторы юлдасызлар силар. Без хакыбызны любым образом докажем. Любым образом. Нам не нужно даже куда-то там манифесты какие-то устраивать. Нам не надо это. Потому что мы знаем, мы на правильном пути. Я изначально, вот за себя могу ответить, уехал не убивать людей. Во-первых, и не умирать сам. И плюс, конечно же, мин мусульман. Аллаха шүкір. Мен сүгінсам да, Аллаха шүкір, мен мусульман. Аллах өзі ғафу етсін мені.
Meni kishi g'afu etmay, men kishidan g'afulik so'ramayman. Alloh taolam yana g'afu etsin seni de meni de bütünümüzni. Shuning uchun Alloh taolamdan qo'rqqan kishi yo'q bo'q so'g'ishlarga bormaydi. По сути, biz urushga da qarshi bormasga tegishmiz, по сути. Но это я вас просто предостерегаю того, что мы должны быть военными уже, военно подготовленными, потому что урыс просто так без жиберми. Мы не будем их, как говорится, убивать. Мы постараемся сделать так, чтобы они успокоились, без много жертв. Мы постараемся, потому что biz Alloh taolaning yo'lida bo'lamiz. Ну, который bizga qurol ko'targan ekan, как у русских есть выражение: кто нам с мечом, тот от этого меча и умрет. Вот так и будет. Поэтому, когда они поступят Башкортостан на Татарстанга, когда мы войдем, получается, они лягут. Выхода нет у нас, потому что это наша земля. А украинцы молодцы. Которые, люди, которые против Украины, я вам еще раз повторяюсь, украинцы молодцы. А вы убийцы, которые просто идете и убиваете там всех подряд, не раздумывая. Что не нужно здесь строить из себя какие-то, блядь, невинных овечек, блядь. Ваш пастух по адресу Кремль, Охотный ряд, метро. Я знаю. Вот там. Ищите его там, если он по метро не сбежал куда-нибудь там себе аулона. На Рублевочку. Или где он там живет, ублюдок. Кстати, все метро, сделаны пути в метро, которые вывозят всех этих пидорасов, Сталинов и всех Подмосковья в их апартаменты. Есть там выходы секретные, которые вывозят всю эту элиту за Москву. Когда на Москву нападут, это сделано такой ход у них. Так что, если кто не знал, имейте в виду. Есть такие секретные метро-ходы. Они спускаются из Кремля прям туда, подъезжает ихний трамвайчик и забирает их нахуй. Поэтому как бы их атомная бомба им не грозит. Они этого не боятся. Поэтому самое главное их живым брать. Никакой атом-бомба нахуй нам не надо. Потому что мы Аллах Таалямдан берген жерни не имеем права уничтожать. У нас нет такого права. А если у какого-то ублюдка есть такое право, значит мы его должны закопать. В первую очередь. Никакая шваль не имеет права нас закапывать заранее, пока Аллах Таалям не принесет сюда погибель сам, если он захочет. А Аллах Таалям нам создал этот мир, чтобы мы жили нормально здесь, в мире, а не атом-бомбами. Потом насчет атом-бомбы. Короче говоря, тоже хотел развить насчет атом-бомбы. Тематика будет такая. Вот говорил, не говорил. Короче, все же боятся атом-бомбы. А почему у нас нету атомной бомбы? Получается, если мы будем отделяться, нам надо тоже, значит, создать атомную бомбу. Чтобы русня на нас не прыгала никогда. Башкортостан для Татарстана нужно отделить одно маленькое местечко, где-нибудь сделать, как говорится, атомную бомбу. Пригласить тех же американцев, пусть нам создадут атомную бомбу. Или кого-нибудь пригласим там, более адекватных. Чтобы нам сделали атомную бомбу, чтобы у нас была атомная бомба. Чтобы потом все трепещали нахрен. Русня имеется в виду. Мы же ни на кого его не будем использовать. Просто как Путин пиздит постоянно, мы тоже так будем пиздеть. Красные линии, блядь. Мы будем говорить не красные линии, а узкие линии. Мы будем говорить, вдруг узкие линии захотят яйца свои почесать нахуй. Мы нажмем в узкую линию.
У нас будет там не кнопка красная, круглая, а у нас будет узкая полоса, красная линия будет, узкая. Узкая линия, будем называть мы ее. Вдруг нахуй зачешется яйца у узких, мы скажем, мы нажмем на узкую линию. Вот примерно так. Чтобы Башкортостан, Татарстан поднялся, наверное, я думаю, атомную бомбу нам тоже надо взять. Почему-то у корейцев есть, у Ирана есть, блядь. Это грязная бомба. У всех есть. Почему нам бы не иметь? Насчет этого, может, потом в дальнейшем поговорим с Казахстаном, с Узбекистаном. Может, все совместно что-нибудь создадим. На общей территории где-нибудь там. В Башкортостане пусть будет оно. Там все равно уже разъебанные нахуй после атак, блядь, нахуй, золотодобытчиков и всякой нахуй. Там все равно черная земля, нахуй, там уже жить невозможно. Разъебали все. Так что вот там мы можем сделать полигончик. Маленький. Нам маленький хватит, нахуй. До Москвы, чтобы долетело, и все, хватит же нам. 1500 километров осилит бомба, нам хватит. Нам больше не надо. Потому что против нас никто не пойдет. Кроме Русни. Куйтена Сегельген бір мәртә кешегенә может подняться. Против. Ну, кикердәгеннән аны тотырга кирәк була. Вот этой атом бомбы. Об этом еще, наверное, никто не говорил, блядь. Ну вот я первый, наверное, сказал. Создать атомную бомбу, блядь, в Башкортостане с Татарстаном совместно. Можно с Казахстаном совместно, если есть опыт у них. Вот так вот. С Узбекистаном, со всеми. И пусть будет оно там, блядь, где-нибудь нахуй, Куштауда. Ну, где-то там, где засрано нахуй. Вот даже засранные территории, это Челябинская территория, вот там, где вот они засрали, блядь, раскопками. Вот черная земля, блядь, дырки там, блядь, там как на Луне, блядь, нахуй, дыры, блядь. Я видел сам лично, блядь, можете посмотреть, сколько этого показывали, блядь. Как туда уходит вода, Субаскан туда-сюда. Это же пиздец, нахуй, земли дегена. Что они, суки, ищут? Золото, блядь. Соду, золото, все, бомбят, бомбят. Вот там нужно сделать атомную станцию, нахуй. Примерно так. Да, со мной не согласятся все, блядь, скажут, вот ты, сука, суицид, блядь. У нас потом же, мы же взорвемся там. Да похуй, блядь. Вот как раз будет причина создать армию. Башкортостан, блядь, Татарстан армия была, которая будет защищать его, блядь, 24 часа, блядь. 24 часа, блядь, будет смотреть, нахуй, чтобы никто не взорвал эту атомную бомбу, блядь, на территории Башкортостана. Чтобы, блядь, второй этот не было, блядь. Как это? На Че, блядь. На Украине. Не помню, блядь. Чернигов или как, блядь. Хуйня, короче. Игра еще такая была, блядь, я играл. Блядь. Не помню, блядь. На Че, блядь. Вот так вот. Примерно вот так. Шунарға Башкортостан, Татарстан біргелікте тұрып басып күрәшергә тиеш. Кровь из нос. Если мы будем вот такими ходить опущенными головами нахрен, нам голову так и так уже, блядь, нахуй опустили. Ну, насчет отрубать. Потому что как раз-таки вспомнил, начала говорить и забыл, да? Нәрсекей. 90 кешегә суд бара, и все, 90 кешені тығып ташлаганнар бит инде уже. Все, бетте, юк. Алсынов и 90 кеше. Это получается 90 кеше сіз уйламагыз 91 кеше дейіп, допустим, әйме? У дегені 91 гаилә. 91 гаиләгә безгә килде кабахәт нәрсәкәй, аламалык нәрсәкәй, положение. Вакыт. 91, там, 90 семьяга горе пришло. Это сколько детей у них там, минимум я слышал по трое детей у каждого. И они должны жить без отца 4 года там, или насколько их закрыли.
Пару человек вообще умерло, да, ведь? Ну что надо, как это все? Объясните мне. Как это все происходить должно? Как раз сегодня телеканал Дождя давал интервью Рустам какой-то. Башкорт, вроде бы. Ну, я с ним один раз общался. То ли он в Турции, то ли он чухнул уже в Америку, я не знаю, где он. И он дал вот как раз-таки насчет этого и ответил, то, что там происходит с ними. Я так мимолетно прослушал, вот не помню, о чем говорилось там, но суть говорилось о том, что Туксан кеше утратылар или утра, все, суд прошел или что, все, распределили им, года дали, короче говоря. Итог какой? Итог такой, что он сказал, но дальше я его не вижу, этого Рустамчика. Где этот Рустамчик-то? Я не могу понять. Нарсяга Руслан Габбасов Сюли, а Рустамчик не выходит дальше. Почему он интервью дал какому-то дождю, блядь? У Руслана каналына Нарсяга уберя. Вот это меня тоже, блядь, убивает. Мен, допустим, если даже меня кто-нибудь захочет позвать, мне Урус каналына барып интервью бермеймін. Нахуй мне нужны они, блядь. Берег я могу, что, вы пидорасы меня позвали, берег я могу. Вы же пидорасы. Шуларга мен оптырым мына шундай башкортларга, татарларга, которые дискуссируют, блядь, совместное, блядь, интервью с русским, блядь, этим полушарием интернета и каналов вот этих журналю, блядь. Нарсяге, в чем проблема, блядь, ваша? Че, ебанутые? Аббас Галямов или Габбасов или Галямов. Аббас Галямов. Вроде тоже башкирт, почему-то он, блядь, сука, живет тоже непонятно, блядь, путинская нахуй сфере, как говорится, работал. Почему-то, блядь, Еврейстанда яшил, блядь. Кутак барма онарга, блядь. Хотыны урыс, что ли? Или еврей? Кутак барма онарга яшарга, блядь, Израильда. Постоянно, блядь, урыс каналларында выебывается, блядь. Дұрыс ул сөйлей, бик акыллы кеше, блядь. Ну нәрсәгә соң, блядь, шундый акыллылар, блядь, без белән бергә түгел, блядь. Нәмәгә алар информацияны бирә урысларга, блядь. Безгә бирми. Акыллысың икән, нәмәгә безгә гәпермисең, блядь. В чем проблема твоя? Дускай. Соткын, блядь. Шундый хәл. Менә бер малай яза Башкортстаннан. Шундый хәл. Шундый хәл. Поэтому я считаю, что башкорт белән татарга и всем, которые вот так выступают, нужно одуматься, наверное, вы какую сторону будете брать. Мне уже реально поднадоело это все постоянно говорить. Наверное, я как-то должен отдельный эфир к этому может делать. Или там высказывание какое-то, стрим какой-то, ну, маленький такой шотс. Маленький шотс может выкинуть там каждому. Там Аббас Галямов, там и еще каким-то там блогерам другим. Чтобы власти уже, там уже Рустаму, еще кому-то, власти уже, черт возьми, власти, блядь, против. Да, вот сегодня суд был по делу Баймакскому. Да.
Shunday hal. Shunday hal. Mana тоже mana do'stmolar yoza Boshqirdistondan. Ну, балакай чоqdan deyib bo'lmaydi, но со времен училища, короче, вместе тусили. Башкирт. Натуральный. Ну вот он как бы, bilasizmi, нинди. Если ему сказать, что мы будем топить за Башкортостан, он пойдет за нами. Но в данный момент он не готов. Mana shunday, понимаете? Потому что он dunyosi bor, umr kuta, туда-сюда, все вот типа. Ну, в каком-то смысле, может, даже какой-то процент у него может пойти даже за русню. Гарантии yok. Bilasizmi? Вот в чем прикол. У меня olamalik tilamay, olamalik ishlamay menga u. Но u o'zi даже неопределенкада. А таких до хрена. Башкирт bilan Totarning ishida onday до хрена, блин. Что они не могут осознать, какую сторону топить. Но когда мы первый раз начинали общаться, давно не общались, когда узнал, что я там что-то говорю про... или он мне, или я, про Руслана Габасова, он сказал, что типа не верит Руслану Габасову. Вот этот человек из Башкортостана мне говорит, не верить ему. Я говорю, да ты что, не прав ты. Я говорю, Руслан Габасов он молодец, наоборот, топит, блин, против Русни, туда-сюда. Нет, он что-то начал мне втирать. Нет, я говорю, давай. И мы с ним на этом теме не сошлись. Men даже Ruslan Gabbasov bilan suylashganim yo'q. Men uni yoqlayman. Men uni bilmayman-da. Men uni yoqlayman. Narsaga yoqlayman? Потому что shu bitta yagona boshqirt chiqqan ekan, o'shini ham yo'qotmaylik, deyapman-da. Хотя бы он пусть будет на орбите, да, тут выскакивать иногда. Поэтому хотелось бы всем башкирт bilan Totarga обратиться, чтобы власти нахрен уже. Хватит уже, блядь, кут qisib, qo'rqib o'tiraga, блядь. Хватит уже. Вот когда вы вылезете, мы за вами пойдем. Если вы по нашей волне пойдете. Если вы правильным образом там с компьютерами там красиво будете топить, там делать видосы правильные, там высказывания, то мы за тобой, за вами пойдем. Ну qayasiz? Qaya Boshqirdiston, Totardan chiqqan birasi. Не надо мне там говорить Руслан Габасов, Рафиса Кашапова, там еще есть один чувак там в Америке. Не надо про них. А вот конкретные, которые вот Башкортстан bilan Totarstonni ishinde hozir. Власти вот dunyomizni tashlab shig'ig'iz mana. Shig'ig'iz kurashir uchun. Qani shunaqalar bormi? Которые реально могут просто себя взять и пожертвовать, да? O'zingizni mana shu narsaga sinovga qo'ya olasizmi? Dunyomizni tashlab ketib, bolalaringizni хотите вытаскивайте тоже всех, ну, кого можешь. Власти, и давайте, начинайте диктовать эту всю тематику. Но siz ведь не можете. Вы не хотите, боитесь, вы хотите dunyo qurg'a. Как bizda aytadilar, dunyo quvalar. Dunyo quvasiz. Dunyo quvasizmi? Balkim oqsha ortidan quvasizdir. Dunyo tugul, потому что тут очевидно все ясно. Oqsha ortidan quvgan kishi u только o'zingina o'ylaydi. Эгоистический метод bilan yashaydi. Потому что он может только этот narsaga o'zini tagi prixotlaringina tagi наполнять свои прихоти. Shu prixotlaringina o'zini nafsin to'ydirgan xoliq mana hozir mana sizni ko'rib turamiz, siz shulay. O'zingizni nafsingizni to'ldirib, хотите тем самым просто прожить тихо, мирно, ну, так, с русскими, не с русскими, разницы нету. Какая разница, Башкортостан чей будет? Какая им разница? Кому деньги отдаем? Все равно, меня это не волнует.
Ну, с таким образом, наверное, если бы наши предки бы жили бы, наверное, хазырга уже башкирт деген бысы да калмасы, татарны да тысы да калмасы. Урыслар давно бы уже біздің ата бабаларыбызды юғалтқан болар. Шунарға мен білмеймін, нешек сіз ойлайсыз остаться в живых. Это прям как передача «Остаться в живых», блядь. Как вы хотите, блядь, прожить дальше, называя себя башкирт и татаром? Ну, минимум 2050 лет. Ну, пусть будет 2100 или 2099. 100 yıl mına sizge, grubu. 80 yıl kaldı. 80 yıl это, ну, bir babayның өлімі. Bir бабай 80 yaşқа yaşай, мына, и все, капут. Только вот так. Если вы, получается, хотите в течение 80 лет уничтожить башкиртны түптәнік, останок ультравараман десейлер, ну, мархамат, ничего не делайте нахуй. Ничего не делайте, блядь. Не хотите нахуй татарские, башкирские школы, не ходите, не надо. Их нету, по сути. Не учите нахуй. Башкир тілін, татар тілін öğrenмәгіз, блядь. Öğrenмәгіз вообще. Унутуңыз, блядь. Полностью. Урысша ғана сөйләшегіз. Но только потом Башкирстаннан, Татарстан шығып кетерге де ұмытмаңыз. Полностью шығып кетегіз. Башкирстаннан, Татарстаннан шығып кетегіз. Нахрен урысларны жеріне. А қазір теге шығып кеткенлер, қайтып та келмәгіз. Живите там. Ассимиляция у вас, как бы, если не дозрела, вот доведите его до конца, вот в течение 80 лет, и все. Мы с вами попрощаемся, а Башкирстан или Татарстанда будет жить именно башкирт-татар. Шипшиста, башкирт-татар яши анда. Без вот этих мыслей узкомыслящих не будет там. Все будут широкоформатные башкирт-татарлар. Үз тілінде сөйләшкән, үз тілін яраткан, үз жерін яраткан, ата бабаларын сынит иткән. Мына шундый халык кына анда яшәргә достоин. Ну, примерно вот так получается. Я по-другому не могу интерпретировать эту всю хрень, которая сейчас происходит. Я просто поражаюсь над тем, что мына даже вот хазыр 3 киши, рахмат сезге, 3 киши утыра, эми. Bir kanalni уже ochmadim endi, уже түнкірді бит endi. Ну, сағат 9 тула, но Башкирстанда 12 тула. Ну, қай халық? Bir халық yok. Башкирстаннан, Татарстаннан шыққан халық yok. Вот это меня убивает. TikTok endi sizda yok. YouTube мына бар. Ладно, я загружу их, да, это они загрузят, само собой. Один видос уже загрузился, ушел. Вы хотя бы тогда завтра смотрите. Выходной день, воскресенье смотрите. Вникайте в это. Распространяйте. Ладно, даже, как мне один говорил товарищ узбек. Siz, говорит, oling shu narsaniki, siz... Так, татаршарақ айтайын әлі оны. Это узбекlarga... Да это всем касается, по сути. Siz deya men aytganlardan olag'iz shul aybirni, narsasin siz aytasiz kerak. Keragin olag'iz. Короче говоря. Keragin. Mana shularga men sizga aytam. Men balkim лишний aybirlarda so'laganmandir. Исходя от этого, вот он мысль, да, мне такую умную кинул. Ну, человек, по сути, был умный. Ну, чуть-чуть только был долбоебом. В итоге, как говорится, в отношениях имеется в виду. Kerak aybirni menim degan narsalarimni, kanallarimdan olag'iz и распространяйте. Все. Kerakmaganin eshitmagiz. Подобие там атомной бомбы или что-то в этом роде. Ну, ол да kerak, по сути. Я примерно говорю уж, утрирую. Поэтому kerak aybirni olag'iz и boshig'izga singdirigiz shuni, блядь, нахуй. Самое главное, o'lmasga.
Ульмаска, шул айберна тагып куйгыз нахуй, как чип, блядь, от этого, этого Макса, блядь, или как это, блядь, хуеплета из Америки. Примерно так. Вот возьмите то, что вам надо, запечатайте себе в мозгу и распространяйте. Распространяйте таким образом, чтобы народ начал просыпаться. Просыпаться таким образом, чтобы башкирт белән татар, вот, допустим, да, в этом месяце, октябрьда, уже вот этот у вас начнется опять нарсакей, мобилизация. Точнее, этот дедовщинизация, блядь, нахуй будет. Точнее, блядь, срочники пойдут. Вот подумайте теперь. Отправлять срочникам вам детишек ваших, 18 яшьлек, маңкаларны, сугышка, или юк. Мана шуны уйлagыз. Шунарга сезгә бер юл. Казакъстанга чыгып таярга. Пока казаклар добрые, кертәләр башкорт татарны, кирегез. Потому что онда да урыс тулган, әйтәләр. Шуның өчен хотя бы шул Казакъстанга чыгып, үзегезне коткарып калыгыз. Үлемдән. Мин сездән әллә нәрсә сорамыйм. Җаныгызны, акчагызны мин сорамыйм сездән. Наоборот, җаныгыз этот тире калыр өчен, блядь, чыгып китегез Башкортстаннан. Если вас призывают и прижимают. Всех это касается. Согласен ты, не согласен, нахрен, всех. Собрались, уехали. Вот представьте, давайте тогда развеем один миф тогда, вот такого момента. Допустим, сезне алып киттеләр сугышка. 1 елга дип китәсез бит инде. Ну, потому что солдатлар 1 елга китә бит инде. Эти не мобики, как это, блядь, обычные новобранцы, блядь. В итоге, мен 2 елга барган идем. Мына мен 2 ел әнкәй белән әткәйләрне күрмәдем, беркемне дә, туганларымны. Миңа да авыр иде. И вот представили. Мына сез аны 1 елга җибәрәсез. Я вам просто пытаюсь донести еще другим методом. Мына, допустим, сез пытаетесь, блядь, отправить своего, получается, сына на Украину. На 1 год. Допустим, да, ведь вы контракт уехал. Или, допустим, на Москалятину на учебу. На 5 лет отправляете. Но вы же его не видите. И вы же смирились с этим. Да? Да. Значит, таким же макаром вам, долбоебам, нахуй, доношу, блядь. Вы могли бы отправить своих детей в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Никто там их не будет трогать. После всего этого, то, что мы еще пиздим тут. Потому что, как говорится, там тоже опасно, по сути. Но, по крайней мере, сіз урыс түгел. И вы там сможете общий язык найти. Тем самым у вас будет шанс, что син уже сугышка, как будто бы сугышка жиберген балаңа, син Узбекстанга барып киләләсең. Но ул килмәсен. Син барасың. Атаң, анаң сине кырга бара Узбекстанга или Казахстанга кунакка. Рахат бит. Мехманга барасызлар. Яхшы ку. Аңгыра бәндәләргә сөйлим моны, блядь. Аңгыра Башкортстандагы Татарстанга халыкка сөйлим. Такой же вариант лучше, блядь, чем, блядь, избавиться от своего любимого сына, блядь, на войне. На запчастях, нахуй, вам потом привезут его. Как вам вариант? Можете не благодарить, нахуй. Бесплатно, нахуй. Вам совет. Просто смысл какой? Смысл в том, что, блядь, своими кыска мыйгыз белән, нахуй, кыска уйгыз белән, нахуй, булды да, все, мына мобилизация или там килде сугыш нәрсәгә китергә тиеш, армиягә 18 яшы булды, октябрьдә вот призыв будет сейчас, имейте в виду. Как так что күтегезне майлап торыгыз, нахуй, сәгәләр, яхшы иттереп. Вот к этому моменту, нахуй, подумайте, нахуй, распространите мой видос, нахуй, для тупорылых семей.
чтобы, блядь, нахуй не ныкаться, нахуй, по университетам, еще куда-то, нахуй, барат ташбаш балаңны, блядь. Отправь его нахуй, блядь, в Казахстан. Или куда-нибудь еще. Хоть живой останется, блядь. Пусть он будет трижды манкуртом, нахуй, нам похуй. И ты манкурт болсаң, бізге похуй на тебя. Главное, сука, балаңны қалдыр, блядь, яшәргә. Хайван, шу балаңнан соң жүнні бала туғырылырға может потом. Если вы тоже долбоебы, семейка, но может родиться внук, там ребенок, блядь, более адекватный. Может Салават Юлаев туғырылырға может. Поэтому соқланырға деген. Аллах Тәәлә соқланырға нешік болса да деген. Өлімнен. Кішіні бірінші заданиесі өлмәске бұл дүниеге келгеш. Тырышып, тырмашып, сен анаңны қарныңнан шығасың. 9 ай ятып анда. И потом бах, блядь, 18 yaşında барып соғышқа өлерге ойлайсың, блядь, 18 елдан соң. Но это же идиотизм. Вас же туда никто не отправляет нахрен силы. У вас же есть мозги, блядь, что можно не ехать туда. Варианты есть. Короче говоря, нашел зомби апокалипсистан шығырға керек сізге, блядь. Зомбаки долбаные. Этот зомбированные, блядь, мозги ваши, блядь, нужно былды, блядь, нахуй. Туқтатырға керек, блядь. Той типсін дейсің, менде тойым жоқ, блядь, тибірге. Өзім тибірге мог бы, конечно, менде шетелде бетен тибәлмін, блядь. Башы қызға тибірге керек, оқшиттыр, блядь. Чтоб очнулись, блядь, что, блядь. В идеале, конечно, была бы у меня возможность такая, блядь, типа ковер-самолет или что-нибудь такое. Бах, прилетел Башкортостанга. И говорил бы, и резко улетел бы нахуй. Или телепорт у меня был бы, что-нибудь такое, блядь. Башкортостан, Татарстанга келіп, күнді нотация сізге оқырайым, блядь. Мына шул диалогларны күнді алып барарайым, блядь. Ну и то захотели вы, наверное, меня заарканить, поймать, блядь, на ковре-самолете. Подстроили бы какие-нибудь манкурты на меня, засаду, и меня бы поймали бы, наверное. Чтоб я не пиздел. До хрена. Поэтому, Аллаха шүкір, есть, оказывается, сейчас интернет. Аллаха рахмат айтайық, что есть какой-то умный человек, который, Аллах Та'аля ему мозги дал, сделал интернет и сделал вот мобильные телефоны и так далее. Это ум от Аллаха, не его ум это, имейте в виду это. Исходя от этого, Аллаха шүкір, что по сути, да, телепорт югали пока. Ну, может, когда-нибудь появится, не знаю, или ковер-самолет. Но это, как говорится, это сверхъестественное, мы не можем такое даже вообразить. Это как бы, это уже как-то больно шайтанский вариант, можно сказать, там что-то в виде рухлар, блин, будет связано. Поэтому как бы это больно не наша тема. Поэтому Аллах Та'алямнан только сұрауға керек сабырлық. В любом деле. Допустим, подсчетом того, что ты в армию в окоп отправляешь ребенка, легче же, блядь, кайфовать, блядь, отправить, посмотреть Казахстан, Узбекистан, в туризм, блядь, отправь его нахрен куда-нибудь. Да хоть куда, хоть Дубай, кулың ақшаң жетсе, жібер любой жерге. Фарқы жоқ. Не зацикливайтесь одной страной. Вот же я приперся горе пополам, блядь. У меня на последних капле, как говорится, деньгах я приперся сюда, блядь. Или как заехал я сюда, блядь. И тем самым, блядь, я бывает плачусь, бывает нахуй ною, блядь. Ну, блядь, терплю. Что думаете, меня жеңіл, что ли? Меня это жеңіл түгіл. Поэтому шул өлмәс үшін шығып кету лучше же, чем, блядь, нахрен страдать в окопе. Лучше же страдать за границей, зато живой. И руки не в крови. Украинцев не убиваешь. Не убиваешь вообще людей. Даже там, я же не говорю даже, что вы до украинцев дойдете. Вы до украинцев не дойдете. Вас там кастрируют,
в окопах пизду дают, блядь, там вешают, там, блядь, что только не делают, что урслар, блядь, чтобы вы пошли, блядь, на мишень, мясной штурм. А вы этого не можете понять. Мне вот этот, блядь, просто поражает, блядь, в 21 веке быть таким зомбаком, блядь. Siz internet qarag'iz, telefoningiz bor bitta shapli halimalarda, блядь, suv olasiz, ona olasiz, ой, блядь, там кого-то подрался, ой, блядь. Ну, если вы такие фильмы снимаете, блядь, в Ютубе, эти ебаные блогеры, смотрите вы их, ну, хотя бы смотрите и меня. Я вот, кстати, в Инстаграм тоже загружаю. Если ебланоиды, вы через VPN пользуетесь Инстаграмом, все равно сидите же в Инстаграме, заходите в Инстаграм мой тогда. Если вы Ютуб, как говорится, не смотрите. Инстаграмга керегез, блядь. Все, барабар, так нарсалар хорисонда, блядь. Всякие голые жопы смотрите там, блядь. Смотрите вот мои, блядь, тогда видосы, я туда тоже, говорит, загружаю. Моменты какие-то. Оттуда выйдете уже на YouTube, если, блядь, не доходит, что в YouTube можно напрямую попасть. Сегодня впервые задал на 1 час примерно вперед заявку, типа, будет это стрим. Ни хрена кэше был надо. Понимаете? Удивительно, Халь. Вот сейчас я, тот, который YouTube канал закрылся, я его сейчас смотрю, ну, куда он делся? Сейчас даже он в этом не вышел, он даже не выходит он. Сейчас я посмотрю вот трансляции. Ну посмотрели. Вот до этого было вообще ни хрена. 405 просмотров, оказывается, было. 405 просмотров. Но это не результат. Таким образом мы не распространимся. Ну, может, потом посмотрят, не знаю, там, как говорю, якшанбе күні қарарлар, может, білмеймін. А вот до этого той күні болдым мен. Может, я удачный день был, я не знаю, воскресенье. 10 мың киши қараған. Рахмет. Как они қараған енді непонятно, но, по крайней мере, қараған. 10 мың киши. От этого мне ни холодно, ни жарко, по сути. А вот распространение, вот самая тема. Чтобы весь сказанное мной там, Руслан Габбасовым, все мысли, нужно, чтобы они Башкортостан менен Татарстанга кирсин. Онда кирге тийиш, ничек болса да кирге тийиш ул. Потому что интернетта ведь оно как двигается, я не знаю алгоритм как работает, но суть в том, что без если не мои мысли, все наши мысли туда не войдут, да ведь башкорт менен татар дальше будет зомбирован еще глубже. Как говорится, по самые яйца. И там уже никто вас не спасет, блядь. Потому что вы против нас пойдете. Вы уже против нас пойдете с ружьем. А мы против вас. Потому что сіз урыслаша біткен боласыз. Поэтому сейчас әзгіне бар момент сізні сақлап қаларға. Әзгіне бар шундай вақыт сізге ярдәм беріп қаларға. Үлмәсін мына шул бізні туғанлар деп ярдәм беріп қаларға, сізні малайларыңызға суғышқа бармасқа. И ғойлағыз сыйлый қала. Сыйлый, мына сыйлый ғойла, атасы бар, анасы бар, шулай рахат түгілмей яшәргә. Балаларың бетінде һәр көне инәсен сұрыйдыр, атам қоя deyip. Қоя атасы? Суғышта үлген. Юк атасы, или киткен. Sizga narsa nanaylarni aytuvlari, qortataylarni aytuvlari sizga jetmaganmi? 41ni 45ni как они прошли. Mana meni nanam bek aybat Suleyi boshqirt nanam. Tatar nanamda. Polilarda osharga bilmaganda ular tungan barangini topib, tungan kartoshkani, shuni eritib oshaganlar, shuni qaynatib oshaganlar, shuni puchag'ini yeyishgan. Shuni suvini ichganlar. А вы что делаете, блядь? Вы, блядь, нахуй, идете в армию жрать эту баланду, блядь, нахуй, на украинской войне, блядь. Нахуя вам эта баланда нужна, блядь, а? В 21 веке, блядь.
Зачем вот этот поступок, блядь, необдуманный, блядь, нахуй ваш, приводит к колоссальному ущербу Башкортостан bilan Татарстанга? Почему? Нәрсәгә сез пәтәксәләргә, долбоёбларга нахуй по 2 ляма должны платить люди, когда, блядь, пенсии 10 тысяч рублей? Почему? Вы кто нахуй? Убийцы, блядь, которым вам дают 2 ляма, чтобы ты пошел сдох, блядь. Есть же сравнения, вот логические сравнения, мен sizga уже миллион разные айтып карадым. Былай да, sizga угодить хочу. Теге күтләк кебек, блядь. Күтләк это татарча, башкортча, это как шлюха. Как шлюха угодить хочу. Чтоб вам понравиться, блядь, что вы долбоёбы не пошли на войну, блядь. Вот даже я так могу вырезаться, блядь. Мне это не слабо, нахуй. Потому что мен aytgan so'zimga men javob beraman, блядь. А siz qilgan ishingizga javob bera olmaysiz. Потому что башкорт bilan теге татарда nomus degan aybir qolmagan, блядь, нахуй. Вообще yo'q ul, блядь, нахуй. Namusni, блядь, bizga ne uchun nахуй bizga этот so'zni вообще berganlar bizga? Вот зачем это слово намус bizga дали вообще его? Зачем использовать мы его должны? Зачем? По назначению уже, да? А biz nindi назначениедабыз biz. Biz hozir чмо положениедagi назначениедабыз, блядь, нахуй. Күтләк положениесында. Вот это күтләкләр, жопошники, блядь, нахуй. Шлюшки, блядь. Московитов идут на войну, блядь. Зачем, блядь? И даже вот сегодня вот как раз таки говорится, я этот слушал вот эту украинку, там еще русские, да, вот это все говорят, зачем Башкортостану там или там Ичкерии и так далее приезжать на Украину, умирать? Зачем? Ответьте, говорит, зачем им умирать на Украине, блядь? Братоубийственной войне, говорят. Башкортостанда столько украинцев живут, они что, плохие? Башкортостанда мен до хрена украинцев знал. Олама кишилер түгел. Украинцы никогда свой нацизм, этот наш адрес не показали. Никогда. В Башкортостанда я не видел украинца, который мог бы показать свой нацизм. Но в училище Саулов приезжали в Уфу, какие-то русские нацисты были. Я это точно помню. И местные тоже были долбоебы. Поэтому мен айтам бит, менде 3 кон, мен уже определил 3 конымна ким душман, урыс. Менің 3 қоныма, үзбек, башқұрт, татарға менге душманым урыс екен. Мен үшісіне ем жауап беріп қойдым мен уже. Мен күрәшәм дедім. 3 халығым үшін күрәшәм дедім. Даже сіз башқұрт білән татарға бір генә сізден, сіз или башқұрт татар болырға можете вместе, ну 2. Менде 3. Мен шулай туылғанмын екен, Аллаға шүкір. Но я 3 кешегә мен пытаюсь защиту преподнести. Но сіз аңламайсыз. Сіз үзіңні башқұрт халқыңны сақлап қала алмайсың. А сен татар үзіңні халқыңны сақлап қала алмайсың. В чем проблема ваша, блядь? Почему вы, блядь, такие никчемные, блядь? Я вот этого не могу понять. Мне обидно от этого всего. Чеченцы то же самое, блядь. Чеченцы, этот, хоть они толпой ебашатся, или там дагестанцы толпой начинают вылазить, блядь, то же самое, им то же самое относится. Тут как бы я всех критикую. Конкретно, блядь. В лицо. Башаренге гапараман, блядь. Когда вы, блядь, образуетесь, блядь, уже, как, так скажем, нация, а не ушлепками, нахуй, будете, блядь, этих, блядь, русских.
От этого я просто поражен от всего, что мы к чему пришли и откуда мы оттолкнулись. От всего этого получается выход только один. Один выход. Мы, башкир, татар, бурят, разницы нету. Бүтініміз. Даже, так скажем, Ресейдегі қозақларда, Ресей ішіндегі паспорты қызыл паспортларда, допустим, да, біз бүтініміз бірләшіп күрәшергә тиешбіз. Оның ішінде башка халыгы да бар. Все, вот все. Узкими глазами, круглыми глазами, разницы нету. Наша волна встать. Один раз волной встать и разъебать Урусна. Все. Все. Наши дети будут благодарны нам. Вот нашу эшләсәк, безгә, вот я вам насчет этого гарантию дам. Аллах Таалям даже безгә рахмәт яудыра. Безгә рахмәт яудыра ул. Бәрәкә бирә безгә. Менә шул эшне кылсак без. Үлеп китсәгән без җәһәннәмгә төшмибез, Алла бирсә. Без анык җәннәттә буламыз. Ну, до этого прегрешения будут, ну, за них ответим, наверное. И вот за вот последний поступок, если вот на этом джихаде умрем, без джаханнамга төшәбез, Алла бирсә. Нәрсәкә, җәннәткә. Джаханнамда әзгенә булып чыгарга может без. За предыдущие грехи. Вот сейчас, которые мы не делаем, как бы живем в манкуртстве. Вот за это мы будем отвечать, наверное, я думаю, я не знаю. А вот за последний поступок, если мы против Русни пойдем, то мы точно Джаннат бакчасына төшәбез, Алла бирсә. Вот я даже с этой стороны я вам это как бы доношу. С любой стороны у нас будет плюс. Хоть так, хоть так. Хоть ты будешь атеистом там, да хоть кем там будь. Если ты правильный путь выбрал, ты пошел против Путина, значит ты на правильном пути. Потому что это путь правильный. А если ты идешь с Путиным против Украины, значит все, это косяк. Примерно так. Поэтому мы должны как-то это донести таким образом. Конечно, мені сөздерім прямолинейно бармасын. Я как бы этого и не хочу. Хотя бы үзіңні сөзің білән, өзіңнің якыныңа донеси, что балам, атам, абыем, давай бу сугышка бармыйк. Мына бит уже столько кеше интернетта да сөйли. Мына давай бармыйк. Нахрена урыс өчен үләбез? Дип шуны әйтә торган кеше юкмы, блядь? Шу бір-ике сүзне әйтергә, блядь, сезгә тухыгыз юкмы, а? Үзеңне туган, үзеңне якын адамыңа әйтә алмыйсыңмы шуны? Мен шуныга аптырыйм. В чем ваша низость к этому? Вот если вы это скажете, гарантированно вы не опозорены будете. А вот сейчас вы опозоренные. И со стороны украинцев, и со стороны всего мира. И не говоря, что вы прокляты Аллах Таалям, бля. Потому что вы не на правильном пути. Только джихад на правильном пути, он имеет какое-то отношение, как говорится, к добру. А если он неправильный, если там нет добра, то там, если идет убийство, то оно кирагюк. Понимаете? Кирагюк. Вот представьте, на днях уже везде уже протрезвонили, я и об этом говорил, что пленных узкие убивают всех украинцев. Теперь представьте, вот сегодня как раз новость пришла, рота Башкарт
Вот могу прочитать, если не видели это группу, никто не знает, если, да, ну, запись идет, как бы, потом посмотрите. Рота Башкорт взяла кого-то пленными, вот, и взяли трофей, получается. Вот, бойцы роты Башкорт регулярно, ну, если это верить, реально, если это рота Башкорт, регулярно берут в плен российских военнослужащих. Иногда они сдаются сами, иногда это происходит в бою. Это убийцы, которые пришли с войной против украинского народа лишь за то, что украинцы не согласны податься российскому гнету и выбрали путь борьбы против смертоносной империи. Но мына башкорт bilan татарға шул не доходит, что ли? Что без смертоносной империи bilan, как говорится, күрәшергә тиешбез, а не против Украины. На этом видео наши воины взяли в плен экипаж вместе с техникой. Теперь БМП-3 будет работать на победу Украины. Вот, с БМПшкой взяли сразу. А я как раз таки БМП-1, короче, служу, блядь. Так, вы не поверите, но даже в таких условиях некоторые российские солдаты, когда видят перед собой нас, не упускают возможности открыть свои грязные рты, из которых льются российские оскорбления. Күрәсезме, нинди халык белән сез яшисез бергә. Шундый халык белән сез идете служить в армию. Ну, это вас что, не опускает? Вот с такими чмырьем вы идете на службу. Это вас не задевает? Намус дигән, горур дигән нәрсә сезгә тимими микән? Ирлеккә. Миңа тире, например. Я вас не понимаю. Это это не искоренить. Они никогда не будут считать нас людьми, потому что даже под дулом автомата и страхом смерти отрицает это. Мына күрдегез нинди тәкәбберлек, высокомерие, киберлек. Это вот от этой русни идет. Но без бит башкорт белән татарлар мусульман, без андый пидорас түгел дә инде. Понимаете? Вы же должны понимать, что без урыс түгел. Без урыс түгел. Вот это себе, блядь, на лоб напишите. Без урыс түгел деп языгыз. Без урыс түгел. Без никак урыс түгел. Может, шунда осознаете, что без башкорт, без татар, и мы это осилим. Поэтому, туганлар, дуслар, вот пишет, за будущее необходимо бороться, и наша битва уже началась. Подписаться можете на роту Башкорт. Если вот просто хотите с ними что-то смотреть на них, вот подписать можете Башкорт. А так, меня группа Телеграмда тоже бар. ИСМ Хорватия беженцы. Вот Хорватия беженцы напишите, там вылезу и увидите карту там. И вот на всякий. Тоже подписывайтесь. В чем проблема? Подпишитесь. Что, мешает? Телега, кстати, ваша, Гдуровская. Как говорится, вот, думайте, размышляйте. А так, в таком виде вы, я не знаю, как-то, я не пойму просто, как вы дальше хотите что-то делать. Вот так вот. Шундай хәл. Короче, дуслар, 3 кешегә рәхмәт, утыралар, узакка хәтле 3,5 часа, наверное, будем округляться. Посмотрим, что там новости говорят, потому что каждый раз пытаюсь, как говорится, черпать информацию какую-нибудь. Ну, еще раз айтып куям, Башкортостан белән Татарстанга у меня есть группа в Телеграме, Инстаграмда да, чтобы Башкортостан белән Татарстандагы, что там происходит, скидывайте в минем Телеграм-группага. Будем обсуждать и будем выводить это на обозрение людям. Вот, будем критиковать кирәк булса, пока безне кулдашул гына килә инде. Мына бер кеше яза, башкорт бауырларга Алла җиңеллек бирсен дия.
Иншаллах, рахмат, Аллаға шүкір. Мына шулай. Мына шуларға айтам бит инде. Мен білесізме, мен немеге нәрсекей ашуланам енді. Мен нық ашуланам, обижаюсь, да, огорчаюсь, да. То, что Қырыңдағы көрші қозақ милләті, қозақ мына туғанларымыз бізге көбірек дает нәрсекей рахымлеген өзіне, рахымлы. А Башқұртстандағы, Татарстандағы бірсі шу рахымлікні даже вот не может показать. Просто даже в словах поддержки есть стимул человека, который за что-то воюет. Понимаете? Нәрсеге бүтін соғышларда ғұмыр бойы үйден хабар келсе, малай кешелер шул ата-бабаларыбыз ғұрланып алға шапқанлар дальше. Чүнки үйден моральный поддержка барган постоянно. А бездә нәрсә? А сездә нәрсә? Вы говорите, наверное, только так, что вот типа Украинга барганда тірі кайт инде балам. Тірі кайт инде балам. Вот только так, наверное, говорите, да? Вот у вас только вот эта поддержка, наверное, у вас есть, да ведь? Ненормальная поддержка. А сездә шундый поддержка качан булыр икән? Менә башкорт белән татарда. Балам, сугышка барма. Юк, у безне сугыш түгел, барага түгел. Когда у вас вот эта поддержка будет у вас в конце концов, а? Когда у вас откроется такая вот группа поддержки в Телеграме или там в Ютубе там против войны? Юг. По всей России нету за Башкортостан и Татарстан группа против войны. Юг. Все за войну есть, блядь. Плетете всякие хуевины, что БМП накрывать, блядь. Сети, блядь, плетут они, блядь. Минем, блядь, нахуй. Туаным десята была, блядь, нахуй. Плети, безны yoqtan, блядь. Бір башқұрт қызы плетет плети, блядь. Ёп ты гдынский конь, блядь, нахуй. Бірге оқыған ек. Плетет плети, нахуй, на войну, блядь. Недавно вижу, блядь, ВКонтакте у нее, что, блядь, кого-то они отправили и что-то пиздят про него. Типа, служить поехал или умер, или что, я так и не понял. Я ж малай, блядь, худой, блядь. На войну пошел, что ли, или что, блядь, военная форма дайнда. Понимаете, вот вы до такой степени вы даунлар, блядь. Башкорт на татар. Вот этого не могу понять, блядь, нахуй. Как можно, блядь, своего родного человека отправить, блядь, пизду Кукуеву куда-то, блядь, чтоб сдохнул он, блядь. Вот шуно оңнами, просто оңнами меня просто, блядь, я не знаю, я бы, ну вот, допустим, вот у меня родственники, мен до этого тоже говорил, племянникларым, мен бүтінісіне айттым, бара көрмәгіз дедім, нахуй. Ну, олар білмейлер мен әлі қойдалығымды. Ну, по крайней мере, мен айттым, бара көрмәгіз дедім. Сразу меня сообщите дедім. Ну, олар айттылар, вроде оқырға тығалар енді, оқырға тықтылар оларына. Ну, я говорю, Аллаға шүкір. Оқырға тығалар. Но по моим наслышкам, порой, мне кажется, иногда даже оқудан алып кетелер. Не волнует. Вот когда вот увидите, блядь, мобилизация, хуебилизация, нахуй, вдруг начнется, с учебы заберут, с университета, посмотрите. Пойдут, нахуй, ныть начнут родители. Поэтому эта тема еще будет до хуя работать. Вот эта пропаганда убийства на могилизации на Украине. Оно завтра не закончится. Ведь уже недавно только январь был, а газар уже сентябрь. Получается, неше ай өтті. 9 ай, 9-шы айға кірдік уже. Бұл ел бітті дегені уже. А солдатлар даже в отпуск не отпускают, deyip ноют. Бывают такие эфиры тоже есть. Солдатов не отпускают домой. Или там какой-то долбоеб отслужил, оказывается, 2 года,
уехал домой и вернулся обратно. Вот такую тему сегодня услышал. Ну, русак, не русак, я не знаю кто, но суть то, что он уехал, опять вернулся. Ну, долбоеб, а? Поэтому я не знаю. Это понятно, блядь. Было бы, это знаете как, война такая, да, там. Раньше кылыч белән, блядь, сугышсалар инде. Там никто не бомбит никого, кылыч белән. А монда бит бомбят. Бомбят, и туда идут люди. Как можно под бомбежки идти людям? Да там ты хоть как умрешь. Но это не, уму не, это, непостижимо. Ул теге кылыч белән сугышу башка, рукопашня. Там есть как-то вариант, как говорится. Ну а здесь, когда тебе что-то прилетает, и ты не понимаешь, откуда что прилетело. Шунарга сугышлар әйбәт түгел инде. Башкорт белән татар срочным образом должен это осознать и в конце концов уже вставать на правильный путь. Потому что уже мы, вот об этом я долблю, допустим, если примерно, грубо говоря, 9 ай, а как эта мобилизация началась уже 21 сентября, будет 2 года, получается, значит, 2 ел, и 2 елда кишини үзгәртеп булмады. Получается, 2 ел вам доносят этот Руслан Габасов, блядь, другие, блядь, все доносят, и вам это не доходит. Вот этого я не могу понять. Почему это так? Как кто-то иногда пишет там, Манкуртлар улюбетсен. Возьмем, допустим, такой тоже тезис. Манкуртлар улюбетсен. Допустим, улюбетсендар. Айе. Теперь вот дальше продвигая этот вопрос в таком ракурсе. Мана, допустим, войны идут всякие, да ведь? Кто-то ошибается, кто-то не ошибается, да ведь? Ну, по крайней мере, все это на ошибках делается. И шунда, получается, если мы рассматривать будем со стороны Аллах Та'аля, получается, значит, вот эти геморройщики, так скажем, мобики и все, которые прутся, они просто должны освободить эту землю. Если мы с этой стороны будем рассматривать. А если адекватном случае, если рассматривать улюбетсендар или улюбетмесендар, вот как раз таки мана безнең кебек кешеләрне надо прислушиваться. Если у вас нет своих мозгов, что ты должен сам себя сохранить ради своих детей и семьи, то значит хотя бы прислушивайся нас. Чтобы вот этот тезис, который говорится, мобики, там вот эти манкурты улюбетсендар, то тогда надо размышлять другим способом. Что у вас есть своя голова, есть ваша жизнь в ваших руках. И Аллах Тәгаләгә тәвәккәл кылып, үлемне туктатып торырга. Үзегезне үлемне, безне түгел, үзегезне, үлемегезне туктатып торырга бар имканият. Шу имканиятны сез кулыгызга алырга можете? Могу привести пример к этому, чтобы вы догнали досконально. Эти долбоящеры, старики-разбойники, в Кремле-боты, блин, Кремле-сосы, блин, вот эти, путинисты, решили создать какой-то эликсир жизни, понимаешь ли. Шунардан соң мына карагыз инде, алар эликсир жизни эчә икән, понимаешь ли, картаюдан, үлемнән, понимаешь ли, ой, блин, а.
Мында башкирт bilan татар и boshqalar в своем молодом возрасте, там разницы нету в каком возрасте, ну явно уж 70 яшьlik Putin кебек бабай бармыйдыр бит инде сугышка. 50 лет, допустим, да? Должен умереть. А эти, блядь, твари должны эликсир молодости пить, а сіз өлерге тиішсіз. Где логика, блядь? Мына у башкирт bilan татарга и башка халыкка да это относится. И бурятам, и всем, блин, якутам. Кстати, от вас тоже я не вижу, кто за вас топит. Не слышно. Кто-то говорит, кто-то топит, где-то топит, но где что топит, непонятно. Не слышно вас тоже. Может, Гуруслан Габасов, если не хочет, может с вами какой-то контакт наладить, с бурятами, с Тувой, с якутами. Давайте, может, дискуссию, как говорится, увеличим. Кыргызстан с Татарстаном и Башкортостаном алга. Алга туганлар. Без берге. Шулай. Поэтому мына мен шулай ойлайм. Мында получается бабайлар, блин, Кремль бабайлары. Эликсир молодости ясыйлар. Бізге яшьләргә үләргә кирәк икән алар өчен. Это что за, блядь, Кощей бессмертныйлар, блядь. Бабаёшкалары белән үзенә, бабаягалары белән. Они хотят там жить. Без халык, Башкортстан белән Татарстанны яшь халкы үлеп китәргә тиеш. Ни за что, блин. И, кстати, картлар Башкортстан белән Татарстанда еще калырга тиешләр. Яшьләр үлә. Ну где логика? Тогда давайте картлар китсеннәр сугышка. Старики идут на войну, блин. А молодые пусть живут. Есть фонды «Свободная Бурятия» и «Свободная Якутия». Вот. Ну, с ними как иногда связываться, фиг знает. В итоге, вообще айтаминда. Всеми дискуссировать тоже заебешься, наверное. Их же надо в одну кучу собирать каждый день дегенкебек. Просто масштабность увеличить надо, да, нам? Если Башкортостан и Татарстанга не доходит, может, в те края дойдет. Вот поэтому как-то вот так надо, да, развивать эту демагогию. Александра Гармаджапова топит за независимость Бурятии. Вот. Надо будет потом посмотреть ее. Ну, может, какая-то одна женщина есть, я натыкаюсь иногда, может, она, не знаю. Вот. А то одна же вылезла с Бурятии. У нас, говорит, 70% бурятов, русских, 30 бурят. И типа нам нормально с русскими. С Германии одна какая-то овца вышла. Бурятка, блин. Невъебенная, блин. Мына шундай манкуртлар надоели. У Башкортостанда да, Татарстанда да, их до черту, блин. Их много их. И поэтому мы не должны их слушать и не давать нормальным нашему населению их слушать. Что как бы на войне они там попадут в рай. Как Путин говорит, мы в рай, а они в ад. Американцы типа. Ну нет, ни хера. Тут что-то, блядь, в последнее время американцы вообще по сути нигде не воюют. Если на то пошло. Поэтому только тут сейчас война идет узких. Шулай, шуларга білмеймін енді, достар, туғанлар, мен бүтін уже айта тұрған темаларында айттым, наверное, енді. Ну, потом мы мына бір кіші келіп шықты. Как говорится, будем думать, составлять какие темы, что мы будем говорить, что поднимать. Будем, как говорится, информироваться и будем поднимать, Аллах берса, что-нибудь еще. Но самое главное, яхшы сөз, ярым мал деялар бит инде. Хорошее слово, половина корова. Прикол узбекский есть же. Вот. Чтобы вот это Катя, чтобы, блядь, нас не обуздала, Катя, башкор белян татарна. Давайте будем бороться против этих Кать, Наташ и всех вот этой шушеры, блядь, московской. И будем, как говорится, создавать ячейки будем создавать, чтобы башкор белян татар шунда мог сплотиться. Допустим, штаб татар, долбоебов есть же в Москве? Вот я их тоже ненавижу. Штаб татар. Они же пидорасы с руснёй вместе топят. Они вроде бы как бы топят за татар, как бы там поют песни, чай пьют, блядь, ля-ля-ля, блядь. А в итоге
в итоге у них все с русней, потому что Москвада олар это делают, блядь. Поэтому, как говорится, олардан да яхшылык күтәргә түгел. Я их ненавидел. Я знал их, постоянно меня туда звали, я не ходил туда, потому что там контингент какой? Онда эчә торганлар да бар и эчми торганлар да бар. Как можно в такой контингент ходить? И плюс еще они топят вроде бы за татар. Как это можно понимать? Татарский штаб, там уклон идет знакомство, там уклон как будто идет, они песни поют, но, блядь, поголовно все говорят на русском. Шунардан соң ничек онда барага? Мен бит аларны веш тисәгә бетерәм аларны бөтенесен. Татарча сөйләшеп. У долбоебская компашка. И вот таких компашек до хрена. Здесь в Париже тоже есть такая компашка ублюдков, блядь. Один какой-то полупокер нахуй его открыл. Урусма татарма хуй его, блядь, нахуй. И я у них тоже в группе был. Они меня заблокировали. Когда я начал что-то бздеть насчет вот этой войны, короче. И все. В итоге, получается, они нам в такие группы ни хрена помогать не будут. Поэтому нам нужно создавать свою группу. Вот, в первую очередь, вот мы телеграмга гана килеп язылыгыз хотя бы. Мына языгыз меня ютубка, тиктокка. Я вас направлю в телеграм. Сядьте там, в телеграме, от вас ничего не уйдет. И оттуда будем развивать эту всю демагогию. И скидывайте свои идеи. Я же не говорю, что я умничка, блядь, я все знаю. Нет, я готов с вами как раз-таки, это, как говорится, делать композиции, чтобы вместе мы, блядь, нахуй, долбили, нахуй, этих манкуртов, чтобы они, блядь, на нашу сторону перешли. Или нахуй сдохли уже, в конце концов, блядь. Чтобы в Башкортостане, Татарстанда, блядь, осталась та часть населения, которая реально любит нашу землю и наш язык, наших предков, наших всех, а не русню. Поэтому кушалыгыз минем телеграм-каналга, сөйләшербез анда, информируйтесь там, думайте, как мы, блядь, размышляйте. Мы, как говорится, думаем за сохранность нашего народа. Все, лично мен шундай. Поэтому кто там сидит, я не знаю, но, по крайней мере, я туда приглашаю людей, которые топят за свободу Башкортостана с Татарстаном. Вот так вот. Поэтому онда бик зур рахмат утырганларга. Вот, по последнее время Казахстанның кешеләр керә башлады анда, оларга да бик зур рахмат. Хоть и это, как говорится, не ихняя тема, но они, как говорится, болеют за нас. И даже так не болеет наш народ, как они болеют за нас. Поэтому оценивайте, как говорится, каждого человека, блядь, по своей нахуй мере испорченности, деген кебек. Поэтому создавайте группы, создавайте ячейки. Не только я там создал, да, и собирайтесь тут демимен. Үзегез да ашыгыз, мені чакырыгыз анда. Будем дискуссировать, поднимать вопросы. А не как Руслан Айсин, Руслан Габбасов блокирует всех. Что-нибудь написал, блокирует. Написал, блокирует. Надоели уже. Кашаповлар типа меня решили извиниться, деп WhatsApp-тан выгнали. Боже, нахуй, я не буду извиняться нахуй. Нигде, блядь. Потому что я на правильном пути, блядь. А все, которые пытаются, блядь, блокировать меня нахрен, күттегізге тығығыз нахуй группаларыңызны, блядь. Мана мен өзімде группам да бар, канал да бар, Аллаға шүкір. Я никого не блокирую, которые, блядь, за нас. Если против нас, блокирую. Базара нет. А я всегда за вас топил, блядь. А вы меня блокируете. Так что вот так. Татар белән башкортка безне якка топить иткән кешегә мен һәр вакыт мәрхәмәт, келиләр. Дарвазам ачык. Как говорится, капкам ачык. Капаны яп. На крымском, да? Так. Поэтому давайте, Исансов, будем округляться, потому что сейчас у меня и ТикТок садится, батарейка. Сагат 10 уже мында. Сезгә дә уже йокларга кирәк. И буду смотреть, что там дальше, реагировать на комментарии. Пишите комментарии, будем выпускать ваши комментарии, тоже озвучивать деген кебек. Вот так. Как один говорит здесь, хоть негатив был сада языгыз нахрен, лишь бы распространяйте мой канал и все. Хоть что пишите. Главное, пишите что-нибудь, если вам интересная тема. Ну, Исансо, туганлар, ютубка 4 кешегә рәхмәт.
Тынычлыку всем. А кто там, как говорится, поддержал лайками деген кебек этим, огромная благодарность. Как говорится, окша бере алмаймын да сізге, туғанлар, ачуланмагыз. Бай түгелмін мен. Былай гана әле пока мен. Шулай. Поэтому, как говорится, главное от души, как говорится, пытаюсь донести всем все, что есть в глубине деген кебек. Йөрәктән, мен йөрәктән сөйләйм бөтен әйберне. Шуңарга сез дә йөрәктән чыгып үзегезне саклагыз, бер-беребезгә теге туган булып, кардәш булып калырга насыйп кылсын. Сугышуны туктата торган кеше булып яшәгез. Любой сугыш белән чыга икән между нами, да, ведь постарайтесь любым способом погасить его. Они как вот это узкие, блядь, между собой, блядь, со славянами, нахуй, создали войну. Вот такую, блядь, трепатство не должно быть, блядь. Трепаться нельзя, блядь, между собой. Любой нации. Любой нации. Нам, блин, вообще, Аллах Талям дает, грубо говоря, 100 лет жизни. 100 лет жизни. А это, оказывается, на том свете, как даже не один день, сколько там, это, грубо говоря, можно быть, считать один день, можно так назвать. Эти наши 100 лет на том свете, стояние, это один день. Один день, это 100 лет. Представили? Может, я масштабы неправильно говорю, но примерно. Теге исламны укыганнар белә инде ул. Короче говоря, бер гөнаһ өчен без анда 70 ел басып торабыз икән на этого жизни. А без анда яшибез үзе еле как 70 ел. Представили теперь? Вот примерно так. Поэтому давайте не будем ссориться, будем, как говорится, создавать дружеские отношения, группы и бороться против русни. Алла ярдәм берсен, туганнар. Исән сау. Будем прощаться. Закрываю. Так, бисмилля. Закрываем.